Добрый день, дорогие друзья. Наверное, начнем работу, но прежде чем начать нашу работу, мне хотелось бы поздравить прекрасную половину нашего человечества. Дорогие девушки, дорогие женщины, мы поздравляем вас с наступающим прекрасным праздником, праздником 8 марта. Желаем вам, конечно, крепкого здоровья, счастья, любви, вам, лично вам и всем вашим близким и родным. Будьте счастливы, всегда имейте творческие успехи. И вам огромное спасибо за то, что вы есть, и за то, что сегодня пришли на наш круглый стол. Несмотря на то, что очень насыщенное много мероприятий, но вы пришли к нам. Вам огромное спасибо. Дорогие друзья, я хотел бы обратить ваше внимание на тему нашего круглого стола. Она называется «Здоровая семья, сильный народ». Я себя включу это, с вашего позволения. Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович несколько дней назад в своем послании Федеральному собранию рассказал о тех вызовах и угрозах нашего времени. Но самое главное, он наметил пути, рассказал, показал пути решения этих проблем. Понятно, что основная, самая главная проблема, проблемы суверенитета нашего государства решается на полях сражений специальной военной операции, и он заострил внимание, чтобы мы все с вами заботой, относились к воинам, которые сегодня защищают Родину, и членам семьи этих воинов специальной военной операции. Но внутренние проблемы, они будут решаться вместе с всем народом. Понятно, сегодня мир меняется. Меняется экономическая ситуация в стране. Если раньше в экономике доминировала так называемые страны семерки или золотой миллиард, так называемый, да, сегодня это меняется. Сегодня в экономике главенствующие роли принимает роль это страны БРИКС. И в международных отношениях тоже все меняется. Исчезает глобализация, исчезает однополярный мир, мир становится многополярным. Но для России первоочередными задачами является, конечно, обеспечение суверенитета государственного, военного, технологического, экономического суверенитета. Но мы должны еще и обеспечить развитие. И для того, чтобы решать все проблемы, и внутренние, и внешние, нам нужен сильный народ. И Россия всегда столетиями, тысячелетиями славилась своим сильным народом. Сильный народ будет, если у нас будет здоровая семья. И хочу подчеркнуть, что вот понятие «здоровая семья» мы вкладываем в понятие не только физического здоровья каждого члена семьи, но в понятие «здоровая семья» мы включаем и духовное здоровье, и психологическое здоровье, и социальное самочувствие, и материальное положение, ну и, конечно, физическое здоровье каждого члена семьи. Поэтому такой комплексный подход мы с вами должны внедрять в сознание каждого человека, каждой семьи и, самое главное, для управленцев государственных чиновников. Потому что здоровая семья – это комплексное понятие, это не только физическое здоровье. Что такое духовное здоровье? Да? Вот мы уже говорили о том, что многодетная семья сейчас почти становится национальной идеей для нашей страны, поскольку если у нас не будет многодетных семей и количество многодетных семей не будет расти, то вопрос очень простой. Вот по моим представлениям, в Европе через 50 лет в том виде, в котором мы привыкли видеть Европу, его не будет. Там будут другие люди, другие страны. Я так думаю. Но Россия тоже
на самом деле есть такая опасность, но не через 50, но через 100 лет может быть так, что если мы с вами не примем сегодня такие стратегические решения, то у нас тоже может быть другая страна, другие люди. Чтобы этого не произошло, конечно, нам нужно поддерживать многодетные семьи, и многодетная семья должна стать ключевым элементом развития нашей страны. И, конечно, это должны быть духовно, высокодуховные семьи, высокодуховные люди, которые воспитывались бы на духовных ценностях веры, надежды и любви. И об этом мы сегодня обязательно поговорим. И специалисты, которые сегодня здесь присутствуют. Кстати, я хочу вам представить, хотя вы ее знаете, вот Мария Михайловна, она руководитель общественной организации «Российская семья», и много лет этой общественной организацией управляет. Я думаю, что она тоже очень обрадовалась, когда, так же, как и я, когда президент Путин объявил о годе семьи. Значит, почти одновременно мы опубликовали свои посты в своих телеграм-каналах. Так, да, Мария Михайловна? Она у нас сегодня тоже модератор нашего стола, нашего круглого стола. Второй немаловажный элемент понятия «здоровая семья» – это психологический климат. Семья должна быть для того, чтобы гармоничные отношения в семье были, обязательно должна быть нормальная психологическая обстановка. Если мы упустим этот момент, то понятно, что будет распад семьи. И на основе сложных психологических отношений мы все это знаем и все видим. Но этот вопрос мы с вами тоже должны и в интеллектуальном плане, и в правовом плане, и во всех отношениях должны проработать и специальную работу вести. И, конечно, самый ключевой момент – это физическое здоровье каждого члена семьи. Тут я хотел бы только один аспект затронуть. Конечно, вы знаете, что я являюсь первым заместителем комитета Государственной Думы по охране здоровья, и вопросы здравоохранения, конечно, они очень разнообразные, очень сложные, но в то же время я хотел бы сказать, что наша республика выступила инициатором создания Арктического медицинского центра. Такой есть центр мобильной медицины, и она уже в этом году очень активно работает, и это очень хорошо. Мы подаем пример всей стране, всей Арктике, всем северным территориям, как нужно заботиться и как можно решать вопросы оказания медицинской помощи, вопросы организации здравоохранения в сложных, отдаленных населенных пунктах, условиях Арктики. Но это только первый этап, когда проводится диспансеризация, когда даются те или иные направления. Я думаю, что следующим этапом развития этой мобильной медицины должна быть именно концентрация на развитии семейного докторства. Потому что мы знаем, что 40% мужчин не привержены к лечению. И чтобы все члены семьи стремились к тому, чтобы каждый член семьи прожил долгую, здоровую, счастливую жизнь, надо, чтобы, начиная с ребенка, заканчивая главой семьи, заботились об этом. И тут как раз должны прийти наши доктора и в методологическом, и практическом плане помогать нашим семьям. И после того, как мы отработаем этот механизм в условиях Арктики, естественно, его надо распространить на всю республику и на всю Россию. Потому что семейные доктора у нас на самом деле есть, на самом деле они не являются семейными докторами. Но это факт. Следующее, это, конечно, компонент здоровой семьи, это социальное положение семьи, которое, естественно, включает в себя вопросы образования, вопросы культурного уровня семьи, культурного воспитания семьи. Конечно, тут есть сегодня новое явление, относительно новое явление, как социальные сети. И большинство к социальным сетям относятся, мягко говоря, скептически, потому что есть проблемы, когда дети просто заболевают этими смартфонами, и это отрицательно влияет на их и физическое развитие, и интеллектуальное развитие, и на духовное развитие.
Вот как сделать так, чтобы наоборот все это помогало нам, нашим детям и всем семьям, значит, развиваться в нужном, правильном, здоровом направлении. Меня очень радует, что у нас в республике тоже есть разные вот интернет-группы в социальных сетях, которые, вот я, по крайней мере, знаю две такие социальные группы, которые ведут именно такую работу. И в этом я вижу даже вот есть как бы следы того, что вот национальная концепция образования же у нас была. Вот выпускники этой концепции, они возглавляют вот этот процесс. Очень интересный, очень здоровый коллектив. Вот один коллектив, вот такой, ватсаповская группа по всей республике, Геогаляр называется, да, подруги, она буквально несколько дней назад отметила свое десятилетие. Это очень уникальная группа, я, как бы косвенно знаю эту группу, есть другая группа, поэтому вот эту технологию нам с вами надо хорошо изучить и распространять, чтобы они помогали создавать здоровые семьи. Это слово «социальное положение семьи». И, конечно, для каждой семьи, для каждого человека это материальное положение, оно очень важно, и материальное благополучие семей – это ключевой фактор здоровой семьи. И, к сожалению, сегодня за чертой бедности, как президент Путин сам сказал, 30% многодетных семей, к сожалению, находятся за чертой бедности. И у нас в республике принята программа борьбы с бедностью, и поставлена на первом этапе задача, чтобы 2 раза сократить эту бедность. И это очень интересно, очень хорошая работа. Будет продолжена, и она будет обязательно иметь успех. Я так думаю, так. И в этом аспекте я бы хотел сказать 2 слова про экономическую идеологию. Экономическая идеология, значит, вот у нас такой термин даже очень редко звучит. Мы экономику рассматриваем как производство. Вот в советское время рассматривали как производство стали, там сколько-то произвели, чего-то произвели. Сегодня говорят, сколько-то тонн мы произвели угля, сколько-то тонн золота и так далее, да, сколько-то инвестиций привлекли. А вот как это влияет на благосостояние каждого якутянина, да, тут мы с вами очень мало говорим или там никак не можем связать. Вот если бы мы немножко изменили экономическую идеологию, то есть взгляд на экономику, и у меня есть тут методологический подход, про который я уже давно говорю, это вот мы экономику должны рассматривать как трехуровневая экономика. Семейная экономика, понятно, муниципальная экономика, и региональная экономика. Семейная экономика – это абсолютно понятно. И второе, вот когда говорят про инфляцию, когда мы говорим про экономику, вот инфляцию сдерживаем, вот инфляция столько-то, когда снижается инфляция, глава семьи, конечно, радуется, потому что цены не будут расти, вот будет стабильность. Вот когда говорят про бюджет, говорят, вот у нас только-то дефицит бюджета, у нас сколько-то там, значит, не хватает денег и так далее. Тогда глава муниципалитета обязательно думает, опять не будет денег на дороги, не будет денег на ремонт школы, детских садов и так далее, да? То есть, а вот региональная экономика, когда мы говорим про золотарей, про угольщиков, про алмазников, мы говорим, да, они хорошо трудятся. А вот как их труд отражается на благосостоянии на каждой семьи, каждого муниципалитета, вот мы могли бы это очень четко связывать, если бы у нас была экономическая идеология, которая вот на 3 уровнях рассматривала бы, значит, экономику в целом. Вот такие у нас есть, если можно так сказать, инновационные подходы к пониманию сильного народа, здоровой семьи. И мы сегодня хотим поговорить именно про это. И по итогам нашего круглого стола мы обязательно сделаем резолюцию. Проект резолюции я вам, значит, раздал. Естественно, мы эти резолюции доведем до главы республики. Он в курсе. Я с ним от проведения сегодняшнего круглого стола согласовал. Поэтому у нас сегодня присутствуют представители министерств и ведомств. Значит, и прошу, чтобы каждый участник нашего круглого стола, он бы предлагал свои замечания и предложения к этим рекомендациям, поскольку это будет уже лежать на столе у главы и у
членов правительства нашей республики и, конечно, депутатов Государственного собрания Иль-Тюмень. Вот теперь давайте начнем нашу работу конкретно. Так, а где у меня список выступающих? Вот он. Где-то он у меня. А, вот он. Так, я уже говорил о том, что Мария Михайловна, вот мы вдвоем будем модерировать сегодня круглый стол. Разрешите представить Марии Михайловне, доктору педагогических наук, профессору, значит, выступить с докладом. А, еще мы с вами давайте договоримся насчет регламента, да? Я думаю, что мы с вами должны максимум 2 часа, а так хотел бы за 1,5 часа закончить. И кто не сумеет как бы не выступить, то это обязательно мы будем издавать брошюру и берем тезис и обязательно там всех опубликуем фотографией каждого докладчика, так. Поэтому прошу, если вдруг у нас времени не хватит, прошу не обижаться, а с другой стороны докладчика прошу уважить всех участников круглого стола и попытаться выступить, ну, не более 5, ну, максимум 7 минут. Так, спасибо. Пожалуйста, Мария Михайловна. Здесь собрались все, значит, неравнодушные люди, люди, которые отдают свою душу и сердце на защиту семей и детей. Ну, конечно, я очень старалась, усердно писала доклад, но буду сокращать. Пожалуйста, слайды запустите, и некоторые моменты вы прочитаете в сборнике, да? Итак, на любом этапе исторического развития государства именно состояние семьи обеспечивает стабильность и во многом определяет благополучие или неблагополучие отдельных членов семьи. Без семьи ни один человек не чувствует себя в полной мере счастливым. Сказанное присуще семье самоорганизованной, благополучной, имеющей здоровый морально-психологический климат, достаточный уровень общей и психолого-педагогической культуры. Как сегодня отметили, обострение политических и психологических напряжений в современном обществе открывает новые перспективы понимания роли семьи в развитии социальных процессов и формировании личности. Говоря о функциях семьи, мы должны видеть то большое разнообразие типов семей, о которых вы сами прекрасно знаете, но все-таки мне бы хотелось заострить внимание на наших исследователей, региональных методологов. Это работы Бориса Николаевича Попова, Ксенофонта Дмитриевича Уткина, Ульяны Алексеевны Винокуровой и так далее. В них мы находим более 30 и даже 40 типов семей. С одной стороны, сохранна семейная система, объединяющая сотни родственников, составляющая основу материнского и отцовского родов. И здесь функционируют богатые традиции, организация личностных взаимодействий и воспитания. А с другой стороны, мы имеем локальные нуклеарные семьи, продукт столетних реформаций и разрушений родовых кланов, где на крайнем полюсе функционируют квазисемейные образования, объединяющие людей временными связями, создаются однополые браки, функционируют семьи выходного дня, дистантные семьи, группы, объединяющие партнеров и так далее. Если для родителей морали подобные образования становятся объектом агрессии и осуждения, для психологов же важен вопрос о психологических причинах возникновения таких семей, о влиянии разных типов семей на формирование личности. Ведь известно то, что взаимодействие различных типов социальных систем, имеющих разные культурные, исторические, психологические основы своей организации, создают напряжение, определяющее специфические условия формирования личности. Семья является важнейшим фактором, влияющим на формирование личности. Это всем известно. А психологический климат семьи – это совокупность психологических установок, внутренней мотивации, настроения, отношений между родителями и детьми. В качестве показателей
мы выделяем следующее. Это степень эмоционального комфорта, стрессоустойчивость на различные внешние и внутренние стрессы. Это уровень тревожности родителей и детей, ближайшего окружения, степень взаимного понимания, уважения, поддержки, помощи, сопереживания и так далее, а также открытость семьи в социуме, статус и благополучие семьи. Как же это создается? Конечно же, глубокий постоянный контакт с ребенком – это универсальное требование к воспитанию. Родители должны с пониманием относиться к различным проявлениям личности ребенка, должны воспринимать и любить его таким, какой он есть. Формированию навыка самоорганизации на севере издавна придавали огромное значение, поскольку суровые северные условия всегда требовали от человека качеств организованности, требовательности ради выживания и подготовки молодого поколения к жизни. Тогда и сейчас хорошо жили и выживали те, у кого качество семейной самоорганизации было высоким. Термины семейная самоорганизация, нравственная самоорганизованность, семейная синергетика и так далее были введены в оборот, научный оборот еще в 1999 году после моей кандидатской работы. Для нас они понятны. У народа существует баскесылдар, главенствующая семья, джагуннирбачылдар, благополучная семья, джагаллагылдар, семья с налаженным бытом, достаточным уровнем достатка, ытыкылдар, уджордансисылдар, тюрютушчон, родовитые, унаследовавшие лучшие качества и традиции. И в то же время народ отмечает отрицательные тенденции развития семьи. Например, джагаласохыл, эстибитыл, быстыбытыл, тимметыл, ылатыттанаспытыл, дословно неорганизованная семья, семья с низким уровнем организации жизнедеятельности, с очень низким доходом, обнищавшая семья или на грани разрыва отношений, то есть как бы уже не семья, имеется в виду нарушение целостности семьи и так далее. Бесспорно то, что мы нуждаемся в простой и понятной истине, близкой и достижимой цели. Она интуитивно ясна и близка каждому человеку. Имя ей – нравственность. Благоприятный психологический климат в семье определяется нравственной самоорганизованностью внутренних отношений. К ним мы относим взаимопонимание, устойчивость, нацеленность на семейное долголетие, сплоченность, положительное эмоциональное состояние, нравственные семейные ценности, культура общения и так далее, так далее. Также, конечно, семейно-бытовое самообслуживание, создание семейной субкультуры, экономическая составляющая и так далее. Нравственный путь, по которому завтра или послезавтра будут вынуждены пойти человечество, это есть построение будущей цивилизации. Общество призвано помочь человеку стать нравственным. Каждый человек, идя по пути достижения нравственности, выносит свой вклад в построение этой цивилизации. И особо, что мы понимаем под нравственной самоорганизованностью личности? Мы говорим, имеем в виду, что это формирование долга, ответственности, гуманности, справедливости, чести, благородства, любовь к семье, к родине, к малой родине, к родному Аллаху и так далее. Это общечеловеческие ценности, моральные ценности остаются главной мерой готовности личности. Ведь ребенок не рождается на свет нравственным или безнравственным. Он постепенно становится таким. И, еще я бы немножко остановилась бы на студенческих семьях, потому что это как раз те семьи, которые на сегодняшний день даже не имеют своего статуса, но они призваны все-таки пополнять демографическую ситуацию, улучшать и так далее. И поэтому мы в сфере сбережения народа России, развития человеческого потенциала, конечно же, путем решения ключевой задачи, надо заострить внимание на молодежной среде, с которыми мы работаем уже давно. Учеными Института демографических исследований и на других площадках государственного управления неоднократно этот вопрос поднимался, и было предложено ввести
внести дополнение в статью 2 Федерального закона о молодежной политике, где мы читаем: студенческая семья – это семья, в которой оба супруга находятся в возрасте до 25 включительно, состоят в зарегистрированном браке и являются студентами очной формы обучения образовательных организаций высшего или среднего образования. И они могут быть и многодетными, потому что начиная с 1997 года мы при Якутском государственном университете начали эту работу, и у некоторых бывает 3 и более даже детей. В 2022 году в 15 вузах страны было проведено всероссийское социологическое исследование «Студенческая семья России», результаты которого вошли в издание монографии и сборники «Педагогика и психология семьи. Современные вызовы, традиции, инновации», которые мы провели в октябре месяце уже 7-й раз. Так, и вот в 1999 году был создан Центр студенческой семьи «Надежда» в городе Якутске, объединяющий студенческие семьи не только от СВФУ, но и Якутского педагогического колледжа, Якутского медицинского колледжа и так далее. Был создан психологический кабинет, где наши студенты могут консультироваться по разным вопросам. Постоянно проводятся курсы, тренинги, семинары и так далее. И итогом масштабной работы стала победа в конкурсе «Вектор детства-2017» уполномоченного по правам детей при президенте Российской Федерации в номинации «Молодая семья». Ну и, конечно, за все годы мы писали гранты, вы прекрасно знаете, кто со мной рядом. 18 раз мы выигрывали грант, в том числе 1 грант президента Российской Федерации. И, конечно же, широкомасштабная работа была направлена именно на молодую студенческую семью. Ну, дальше я здесь пишу о том, что какая же технология работы с семьями, адресная помощь и так далее. Об этом я много пишу. У меня более 500 научных трудов, где так или иначе я касаюсь этого вопроса, поэтому, думаю, нет необходимости особо повторяться. Просто скажу о том, что семья – это древнейшее социальное изобретение человечества. Издревле все попытки осмысления общественной жизни людей были связаны с пониманием семейной ролевой организации. Философская трактовка семьи связана с мирским институтом благоустройства, биологическим и социологическим упорядочением рода. Семья как самоорганизующаяся, хозяйственно-бытовая, экономическая, психологическая ячейка связана с частной собственностью, как сегодня говорили, быт определяет сознание. И многовековая история семьи является итогом гармоничного сочетания демографических интересов общества по продолжению рода и личного интереса человека к семейному образу жизни. Рассмотрение специфики функционирования молодых семей, студенческих, позволяет получить обоснованное представление о способах и мерах адресной семейной демографической политики и в их интересах. При этом результаты исследований могут стать основой для разработки дальнейших комплексов мер, направленных на поддержку таких семей и на национальном уровне, региональном. Первоочередной задачей, без исключения, конечно же, является система материнства, отцовства и детства. И, конечно же, мы все свои усилия направляем, поскольку я преподаватель вуза, направляем на подготовку кадров. Недаром всегда говорят, кадры решают все. Российская Федерация только Российский государственный гуманитарный университет имени Герцена и Северо-Восточный федеральный университет готовят семьеведов, семейных тьюторов. Вот эту работу я начала в 2014 году, было уже 6 выпусков, в этом году еще будет выпуск. Но поскольку это магистратура, там всего 5-7 человек, ну, всегда вот выхожу на Лену Юрьевну, да, чтобы была поддержка внебюджетных основ образования, обучения, но пока не было решения этого вопроса. Ну и, конечно же, хочу сказать, что мы высказали ряд предложений, и они некоторые, часть вошла уже и в резолюцию, и план работы этого года, года семьи в Российской Федерации, и поэтому, думаю, нет необходимости особо повторяться.
Значит, просто хочу сказать, что таким образом уровень нравственной самоорганизации семьи есть основа создания благоприятного микроклимата семьи, где бытие человека проявляет себя в отношении к гуманистическим ценностям и в способе существования, то есть реализации своей нравственной сущности и поведения и деятельности. Спасибо. Если будут вопросы, могу ответить. Ну, вы знаете, я 14 лет руководила именно этой организацией, Якутским региональным отделением «Российская семья». Можно сказать, вывела на лидеры сегодня. Значит, мы участвуем очень широко в экспертной деятельности, начиная с Госдумы, значит, и других структур Российской Федерации. Обычно я 5-7 раз езжу туда с разными предложениями, вступлениями, своими, значит, наработками и так далее. И с этого года, значит, организация перешла к Лене Павловне Ефремовой. Прошу любить и жаловать. Человек очень активной в жизненной позиции, моя воспитанница, можно сказать. Теперь я почетный руководитель, но не перестаю работать и всегда рады и открыты сотрудничеству. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Мария Михайловна. Разрешите слово предоставить Любовь Степановне Бурнашовой, кандидат медицинских наук, заместитель министра здравоохранения. Пожалуйста, Любовь Степановна. Добрый день, дорогие коллеги, глубоко уважаемый Федот Симонович. В первую очередь разрешите от имени министра и всего нашего медицинского сообщества Якутии выразить слова благодарности действительно за ваше внимание и поддержку нашей отрасли. Это очень много значит для нас и вообще в целом за ваш вклад в развитие нашего региона. Ну и следующий слайд. Я свой доклад хочу начать словами нашего министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Альбертовича Мурашко, что система здравоохранения полностью готова сопровождать каждого человека на протяжении всей его жизни. Министром отмечено, что реализуемые в Российской Федерации программы стремятся к тому, чтобы предоставить своевременную профилактику, укрепление и сохранение здоровья, начиная с репродуктивного здоровья будущих родителей, сохранение здоровья и реализация планов по увеличению семьи в трудоспособном возрасте. Ну и в пожилом возрасте основной приоритет системы здравоохранения направлен на поддержание качества жизни, лечение заболеваний и обеспечение активного долголетия. Правительство нашей республики предпринимает немалые усилия для улучшения услуг, которые мы предоставляем пациентам, а также для повышения доступности и качества медицинской помощи. Ожидаемая продолжительность жизни в нашей республике достигла 73 лет и даже превзошла средний показатель по всей России, что, конечно, является значительным достижением. Да? И в 2024 год в России стал годом семьи, и нельзя не отметить значимость здорового образа жизни, который является одной из главных ценностей в любой семье. Поддержание и укрепление здоровья каждого члена семьи требует пациентоориентированного подхода со стороны системы здравоохранения, наблюдение за состоянием здоровья человека на протяжении всей его жизни и своевременное реагирование на возникающие риски направлено на сохранение и укрепление здоровья каждого члена семьи. Следующий слайд. И мы хотим отметить, что в Республике Саха-Якутия реализуются меры поддержки Института семьи в рамках десятилетия здоровья, который был инициирован главой нашей республики Айсеном Сергеевичем. И в 2021 году, в год здоровья, было начато формирование комплексного подхода к задаче сбережения и приумножения здоровья жителей республики. Здоровье каждого жителя определяется образом жизни, качеством окружающей среды и доступностью медицинской помощи. В рамках десятилетия здоровья начата реализация мероприятий по сохранению и укреплению общественного здоровья, да, укрепление здоровья каждого члена семьи. Туда включается очень много мероприятий, начиная
со скрининговых обследований новорожденных. Да, вы знаете, что мы расширили скрининговые исследования до 31 нозологии. Это профосмотры детей, это помощь лицам репродуктивного возраста, это реабилитация и поддержка лиц старшего возраста, ну и, конечно, поддержка детей с сахарным диабетом, да, и большие, огромные мероприятия по поддержке материнства и детства. И, конечно, мы четко все понимаем, что эти меры способствуют развитию здорового общества в регионе. Следующий слайд. И мы сегодня отмечаем, что вклад в региональную повестку по здоровью и сбережению вносит трехуровневая система укрепления общественного здоровья. Вот на слайде мы показываем, да, что на первом уровне у нас действует Совет по благополучию и устойчивому развитию при главе Республики Саха-Якутия. Хочется отметить, что, по-моему, в России у нас, как у единственного региона, есть такой совет. Ну и, конечно, мы все очень хорошо знаем, что он основан на взаимодействии, на сотрудничестве государства, общественных институтов и граждан. Совет координирует действия, направленные на сбережение здоровья и повышение качества жизни жителей республики. На втором уровне, как показано на слайде, это проектный офис по укреплению общественного здоровья и развитию системы здравоохранения, который создан по распоряжению главы Республики Саха-Якутия 30 июня 2021 года. Да? И на третьем уровне находятся все органы исполнительной государственной власти и их подведомственные организации, а также все муниципальные образования и общественные организации. Для координации деятельности по вопросам медицинской профилактики Минздравом создан Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Ну и, конечно, данная трехуровневая система направлена на реализацию эффективной совместной политики, которая охватывает все компоненты государственного управления, а также коллективных усилий всего общества в рамках федеральной и региональной повестки. Коллеги, это очень важно. Следующий слайд. В декабре 2023 года был принят стратегический указ главы нашей республики номером 176, и он направлен на укрепление общественного здоровья и развитие системы здравоохранения. Указ направлен на консолидацию государственных и общественных ресурсов с целью обеспечить благополучную, здоровую и долгую жизнь каждого якутянина в течение десятилетия здоровья. Оценка вклада сектора здравоохранения в ожидаемую продолжительность жизни осложняется влиянием таких внешних факторов, как социальные детерминанты здоровья. Первым и самым значимым направлением настоящего стратуказа главы является формирование ответственного отношения к собственному здоровью как к норме жизни. И в рамках первоочередных мероприятий уже запланирована и начата реализация таких проектов, как школа здорового питания, здоровье работников, благосостояние организации, мультимедийный парк «Мое здоровье», сертификат молодой семьи и уроки здоровья. То есть эти проекты уже созданы под ключ и начинается их реализация. И я хочу обратить внимание, что данные проекты призваны вовлечь население в активное осознание важности здорового образа жизни, сбалансированного питания и регулярных физических нагрузок. И мы очень надеемся, что с течением времени они не только помогут повысить уровень самосознания и здоровья якутян, но и сформируют гармоничные привычки, которые способствуют долголетию.
Следующий слайд. И следующий слайд, ну, я не буду останавливаться, там цифры вы можете на слайде видеть, какая огромная работа проводится Министерством здравоохранения и нашими подведомственными организациями. Это широкие мероприятия среди массы населения с охватом практически всех групп и слоев населения, да? Это пропаганда здорового образа жизни, и, естественно, наши мероприятия в основном направлены на профилактику хронических неинфекционных заболеваний. И следующий слайд, это очень важный слайд тоже. Следующий, да. В рамках национального проекта «Демография» под координацией Министерства здравоохранения реализуется муниципальная программа в 30 муниципальных образованиях. К 2024 году планируется внедрение таких программ во всех 100% муниципальных образованиях республики. Также с 2019 года республика является пилотным регионом по внедрению корпоративных программ. Разработана типовая корпоративная программа сохранения и укрепления здоровья работников на рабочих местах для внедрения в организациях в республике. В настоящее время у нас успешно реализуются 5 корпоративных программ с охватом свыше 3500 работников. Сюда вовлечены организации, которые принадлежат к промышленной сфере. Это Якутскэнерго, это Сахатранснефтегаз, это ЯТЭК. Ну и есть ряд других организаций, которые работают в другой сфере. Это вот, к примеру, территориальный фонд ОМС очень хорошо работает и очень хорошо внедрил эту практику этот МФЦ в городе Якутске. И хочется отметить, что один из практических примеров реализации здоровья сберегающих программ на сегодняшний день это проект «Здоровый наслег» в муниципальных образованиях республики. Основная цель проекта заключается в формировании устойчивого интереса и потребностей населения в здоровом образе жизни. Если в 2021 году в этот проект вступили уже 20 наслегов, а в 2022 году 10 наслегов, то в 2023 году в этот проект вовлечены уже 70 наслегов. Да? Таким образом, у нас уже 100 наслегов вовлечены в проект «Здоровый наслег». Вот я хочу отметить, что в реализации данного проекта очень большая роль отводится нашему республиканскому центру общественного здоровья, да, и медицинской профилактики. Вот с подачи их активной работы внедряются такие проекты, и хочется тоже сегодня отметить и выразить слова благодарности нашему медицинскому институту Северо-Восточного федерального университета, которые открыли специальные курсы, чтобы любой человек прошел, обучался, каким образом проводить такие проекты, да, и такие люди легко могут быть приняты в работу в муниципальном образовании и, то есть, вести целенаправленную работу среди населения своего района. Кроме того, в республике создана школа здорового питания на базе вот того же республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Ну и сегодня тоже хочется отметить, что по данному разделу работы огромная работа проводится нашим главным внештатным специалистом-диетологом Минздрава Якутии Ульяной Михайловной Лебедевой. И вот она как раз-таки очень тесно работает именно во взаимодействии с другими органами и ведомствами, то есть она ведет межведомственное взаимодействие.
Но в образовательных Так, учреждениях 13 у минут нас уже. реализуется кейс здоровья, школа территории здоровья. На нашей площадке канала Якутия-24 время. реализуется проект «Мой доктор», да? Ну и в планах на будущее это расширение механизма государственной поддержки общественных инициатив в области физкультуры и оздоровления, развития проектов с экологической направленностью и в области здорового питания населения. Следующий слайд. Я перешла все эти, да? Нет, предыдущие слайды верните, пожалуйста. Оказывается, вот вы все цифры увидели, да? Я сегодня хотела отметить, что более 20 лет назад по инициативе, там все запуталось, короче, название этого слайда «Территория трезвости в цифрах». Территория трезвости в цифрах. Вот она, да, вот она. Вот доктрина, да, нашего уважаемого первого президента Якутии Михаила Николаева, доктрина здорового образа жизни. И в 2016 году, в далеком 2016 году, был создан Координационный совет при главе республики по вопросам трезвого, здорового образа жизни и активного долголетия. За все годы реализации на сегодняшний день в республике 203 населенных пункта введен полный законодательный запрет продажи алкогольной продукции. В 30 муниципальных районах республики это 34,5%. В трезвых селах, вот, начиная с 2015 года, наблюдается тенденция уменьшения количества преступлений на 14%. Совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 38,5%. Также после периода... Степан, да? ну, 15 да. минут прошло уже, да? Вам сколько еще надо времени? Ну, буквально я заканчиваю. Я вот очень хотела обратить ваше внимание именно на этот слайд. Вот у нас наблюдается также тенденция к уменьшению случаев уголовных преступлений, которые связаны с ДТП. При этом доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилась с 54,5% в 2016 году до 33% в 2022 году. Ну и в завершении, значит, следующий слайд. Следующий слайд. Коллеги, можно побыстрее там реагировать? Вот наш вклад как практического здравоохранения в профилактической медицине, в сохранении здоровья и жизни населения нашего региона, вот как раз таки является новая модель. Еще следующий слайд. Это, вот, как отметил Федот Семенович, Республиканский центр мобильных бригад, но об этом более конкретно остановится, я думаю, Артем Михайлович Ксенофонтов. Ну и хочется отметить, чтобы сохранить ценность здоровья, да, ценность здорового поколения нашей нации, хочется консолидировать все наши усилия как на федеральном, так и на региональном уровне. Спасибо за внимание. Спасибо, Любовь Степановна. Разрешите представить слово Ирине Валентиновне Самсоновой, доктору экономических наук, главному научному сотруднику, руководителю отдела этносоциальных и этноэкономических исследований Геосистем Академии наук Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, Любовь Валентиновна. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Разрешите поблагодарить Федота Семеновича и организаторов за такую качественную подготовку, да, и очень важного мероприятия для жизни нашего региона и страны в целом. Потому что с семьи начинается жизнь человека. Здесь происходит формирование его как гражданина. Это источник любви, уважения, солидарности
и привязанности, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Поэтому благополучие и крепость семьи – это мерило развития и стабильности страны. Как говорил Владимир Владимирович Путин, семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности, которая заложена в указе о признании 2024 года годом семьи. И это очень хорошо синхронизируется и, так говорят, вплетается в объявленные, десятилетия детства в России с 2018 по 2027 год, который нацелено на формирование и усиление государственной политики по улучшению положения детей в стране. И, и актуальность этих всех направлений, она растет в контексте всех нормативных документов, которые принимаются и реализуются на территории нашего государства. Вот перед вами слайд, да, который показывает данные переписи 2020 года, и он говорит о том, что у нас в республике было зарегистрировано 219 174 семьи. Так, здесь такой небольшой исторический экскурс, да, но как бы нет сравнения с 1897 годом, так, но вы видите, как изменилась численность семьи по сравнению с 19 веком. Вот за период с 2010 года по 2020 год количество семейных ячеек у нас уменьшилось за 10 лет на 40 тысяч единиц. Так, супружеских пар с детьми на 25 тысяч, супружеских пар без детей на 9,5 тысяч, численность матерей с детьми на 5 тысяч. При этом на 1500 у нас увеличилась численность отцов с детьми. Об этом свидетельствуют данные переписи, которая была проведена. Вот за 10 лет в республике на 0,3% у нас уменьшилась доля супружеских пар без детей, возросла доля неполных семей, доля матерей-одиночек и одиноких отцов. Средний размер многодетных семей изменился незначительно, потому что в 2010 году было 6 человек, так, в 2020 году составило 5,8 человек на семью. За 10 лет у нас в республике увеличилось количество многодетных семей. В 2020 году число частных домохозяйств с 3 и более детьми составили почти 26 тысяч, в то время как в 2010 году их было 22 тысячи. И также эта перепись населения нам показала, что около 35% семей в Якутии имели одного ребенка, и 25% двоих детей. Пока оставьте слайд вот этот на месте. Кроме того, в республике растет доля детей, которые рождены вне брака. И этот показатель немножко снизился в 2020 году, да, но снова увеличился в 2021 году. И причем цифра увеличения очень большая, это составляет 34%. Когда мы сравниваем брачно-семейный статус сельских и городских жителей, то он нам показывает, что в городской местности доля официально зарегистрированных и официально разведенных и разошедшихся выше, нежели чем в сельской местности. Среди сельского населения была доля выше никогда не состоявших браков, вдовых и проживающих вне зарегистрированных браков. Чтобы не утомлять ваше внимание, так хочу остановиться на том, что у нас больше семей, которые имеют старше, то есть зарегистрированных браков, это семьи, которые возраст от 40 лет и выше. И вот здесь перед вами на слайд верните, пожалуйста, вот этот. Это, он нам говорит о численности детей и семей у нас в республике, потому что я немножко оперировать буду не 23-м годом, а 22-м, так. А вот в республике у нас проживало 264 тысячи ребенка в возрасте до 18 лет. Среди них был 51% мальчиков и 49% девочек. И вот более 62% детского населения у нас проживало в городской местности, и только 38% в сельской. Доля детского населения в общей численности населения республики составляет 26,6%. Наиболее высокая доля детского населения в общей численности была у нас в сельской местности, составляла 31%. В городской местности 24,6%. Вот за пятилетний период с 2016 по 2021 года среднегодовая численность детского населения в республике выросла у нас на 2638 человек, или всего лишь навсего на 1%. Рост средней годовой численности детей и подростков отмечается именно в городской местности, нежели чем в сельской.
Значит, и он составил прирост этот 4,5%. В сельской местности численность детей у нас снижается причем динамично. По возрастным группам детей различия темпов прироста среднегодовой численности, они более значительны, нежели чем по другим. И вот снижение уровня рождаемости в республике за последние годы значительно снизило численность детей, а оно у вас на слайде представлено красным цветом, так, это дети в возрастной группе от 0 до 4 лет. И вот это снижение за 5 лет у нас составило около 18%. И очень сильно у нас снизилось число детей от 0 до 4 лет. Это в сельской местности. В группе детей в возрасте от 5 до 9, 10-14, от 15-17 численность подростков за анализируемый период, она, в общем-то, находится в стабильном росте. Вот следующий слайд, пожалуйста. Значит, здесь я вам хочу рассказать о социологическом исследовании, которое было проведено у нас в республике. Так, значит, там, по-моему, это было более 60 населенных пунктов, 15 районов, так, включая город Якутск. Значит, перед вами я не буду перечислять все показатели, да, они представлены, чтобы не отвлекать внимание. И что же это социологическое, значит, исследование нам показало? Следующий слайд. Вот здесь картинками, да, у нас вот она немножко отличается, потому что тут первая, значит, картинка, где 3,6, это, значит, состав семьи. Это по данным социологического опроса. Значит, и что нам он показывает? Какие семьи у нас были самые большие по численности? Вот на самом первом месте это многодетные семьи. Средний размер многодетных семей у нас в республике составляет 4,7 человек. Каждая, в общем, более многочисленные были семьи коренных малочисленных народов. Это 4,3 человека, так? Ну и для сравнения, допустим, такой интересный экскурс, да, средний размер якутских семей в вопросе это 3,65 человек, русских семей 3,15 человек. Значит, состав и число членов семьи напрямую зависит от брачного статуса. Наибольший средний размер семьи это было зарегистрировано, то есть в тех семьях, которые зарегистрированы официально. Значит, вот в республике в основном у нас преобладают нуклеарные полные семьи, как уже говорили ранее, которые, в общем, состоят из мужа, жены, детей. Их доля то есть составляет более 50% вот в нашем исследовании. Значит, 14,5% совместно взрослыми детьми проживали пожилые родители. Это вот расширенные или так называемые сложные семьи, в которых совместно проживают несколько поколений, бабушки, дедушки, дети, внуки, правнуки. И вот в зависимости от наличия детей, их количество семьи делится у нас, как вы знаете, на бездетные, многодетные, с одними, двумя, многодетными, тремя и более семей. И вот, в общем-то, исходя из этого, в зависимости от количества детей, у нас распределение следующим образом. Почти 47% это занимают семьи с 1 и 2 ребенка, 22% это семьи с 3 детьми, 14% семьи с 4 детьми, 4% семьи с 5 и более детей. Доля многодетных семей с 3 и более детей составляет более 40%. Значит, из них, значит, 28%, я вас немножко утомлю, да, цифрами, но это очень интересные моменты. Это многодетные семьи, значит, с детьми в возрасте до 18 лет. И вот большинство многодетных семей, они проживают в сельской местности. И вот, значит, доля сельчан семей с 3 и более детей составляет более 65%. Это вот многодетные родители, средний возраст у них составляет от 36 до 45 лет. Эти семьи имели высшее и среднее специальное образование. Значит, значит, это семьи, которые имеют официально зарегистрированный брак. Значит, вот настораживает факт, вот там есть слайд, это касается неполных семей. То есть их доля составляет почти 17% от всей семьи, которые у нас участвовали в исследовании. Но и при этом доля, то есть женщины, среди женщин доля семей была намного выше, значит, чем среди мужчин. И вот доля семей с 1 и 2 детьми, вот они представлены на слайде. А дальше, значит, вот слайд перед вами, это желаемые дети, да, и ожидаемое число детей. И вот как показал опрос, так вот среднее желаемое число детей составляет 3,32 человека. То есть это предельное значение рождаемости, достижение которых возможно у нас только при идеальных условиях.
Ну и вот, в общем-то, при исследовании почти 42% респондентов ответили нам на то, что при наличии всех необходимых условий они хотели бы иметь 4 и более детей. Сторонников двухдетной модели были 16%, однодетная 3% и бездетная 6%. Значит, опрос выявил уменьшение, значит, среди средних показателей желаемого и ожидаемого числа детей с переходом от старших возрастов к младшим возрастам. Значит, следующий момент. Значит, положительная динамика рождаемости, которая отличает наш регион от других регионов, у нас присутствует. Пока остановитесь, не идите, этот слайд опережает. Значит, наш регион от других... Уже 10 минут прошло, еще сколько вам надо? Ну давайте ускоренно посмотрим. Да, основные проблемы семей, которые у вас представлены на слайде, они очень интересны тем, что, значит, какие проблемы беспокоят их больше всего. Значит, то есть более 30% семей испытывали материальные трудности, оценивали собственное материальное положение как плохое. Ну и респонденты жаловались на отсутствие времени, чтобы успеть сделать необходимые повседневные дела. Ну и на третьем месте эти семьи стояла проблема отсутствия возможности проводить свой досуг со своими детьми. Значит, каковы доходы и расходы? Так, значит, у нас, как показывает в нашей республике, уровень бедности достаточно высокий. Так, значит, значит, абсолютная бедность по сравнению с среднероссийским показателем высок, так, он 17%. Но над этим работа ведется, как мы знаем, принят указ, значит, главы республики о снижении абсолютной бедности у нас в республике. И вот в структуре малоимущего населения доля семей составляла более 61%. И это семьи, которые имели детей в возрасте до 18 лет. Значит, структура вам тоже представлена, так я не буду на них останавливаться. Ну и, значит, расходы семей, наибольший процент, следующий слайд, покажите, пожалуйста, это шли у нас на питание, это закредитованность сельских жителей, многодетных детей, причем многодетных детей составляет более 68%, с семьями безработными 63%. На детей больше всего расходы были в семьях с семьями-инвалидами, молодых семьях с малолетними детьми до 3 лет и многодетных семьях. Значит, вот самыми распространенными депривациями среди опрошенных домохозяйств оказались лишения, которые не связаны с питанием, не связаны с одеждой. Они затрагивали такие важные сферы жизнедеятельности, как невозможность обратиться к платным врачам в случае отсутствия бесплатной помощи, так, отсутствие телевизоров, холодильников и самой простой мебели. То есть это показывает о наличии бедности у нас в республике. Но жилищный, перед вами следующий слайд, пожалуйста, покажите. Ну, это субъективный анализ, так, на нем тоже, то есть это мнение, которое каждый респондент показывает. И вот то, что касается обеспеченности жилищными условиями с детьми, следующий слайд. Значит, она таким образом, как показывает вот информация, да, перед вами, это семьи, которые имеют свое собственное жилье, это большей частью находятся, то есть это имеющие высокий доход, это семьи, которые имеют зарегистрированный брак. Ну вот в силу тех сложившихся демографических тенденций у нас в республике, значит, общая численность несовершенных детей и детей с детьми, она будет постепенно сокращаться. Но при этом надо отметить внимание, что доля многодетных семей будет расти. Это очень положительно. А вот уровень жизни и бедности, значит, детей, значит, оно остается намного ниже, нежели в других регионах. И это, в общем-то, накладывает определенное, значит, необходимость действия органов исполнительной государственной власти для того, чтобы принять существенные меры для повышения, значит, благосостояния семей с детьми, для того, чтобы, в общем-то, стабилизировать ситуацию на стране. Но об этом, наверное, вам лучше расскажут следующие выступающие. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Ирина Валентиновна. Разрешите представить слово Ульяне Алексеевне Винокуровой. Я понимаю, ученые привыкли к формату конференции, когда можно и минут 20 докладывать, да? У нас формат круглый стол, где мы должны заострить, обратить внимание на 2-3 проблемы, которые вы считаете нужным в рамках повестки дня. Ну и просьба в дальнейшем выступающим
как бы попытаться себя настроить именно на такой лад. Спасибо. Спасибо. Уважаемые Федот Семенович, все участвующие, действительно, это формат круглого стола, поэтому я и переготовилась в как-то таком несколько полемическом плане, и еще с воспоминаниями, и с угрозами даже. Вот в чем дело. Потому что семейная политика – это, прежде всего, барометр состояния государства и общества. И поэтому объявление в этом году Года семьи предполагает именно осознание, что мы имеем, к чему стремимся и что нам мешает. Я бы хотела прежде всего поблагодарить Федота Семеновича за то, что он обратился к этой проблеме. Конечно, он является уже много лет депутатом Госдумы и возглавляет это направление, и притом весьма успешно, активно, проблематично. Но самое интересное, что он опирается на тот опыт, который он наработал в начале перестройки, в годы суверенизации и позже. Я бы хотела вам напомнить прежде всего, что же было в свое время проделано Федотом Семеновичем, который позволяет нам надеяться на него и продвигать решение наших проблем. Федот Семенович сформулировал свое кредо как депутата и политика таким образом. Вопрос стоит так: или российское государство по-настоящему поддержит российскую семью, или Россия потеряет свою государственность. Вот так, ни много, ни мало. И поэтому он считает, что нужна семейная парадигма развития общества. Это он еще провозгласил в 1999 году. И совершенно правильно, потому что православный культурно-религиозный макрорегион составляет лишь 2,4% в составе культурно-религиозных макрорегионов мира. Мы с вами только 2% составляем. И, конечно, угроза утери государственности, если мы не будем обращаться к семейной парадигме общества, вполне реальна. И Федот Семенович видит прежде всего семью как регион в миниатюре, у которого есть своя территория, история, недвижимость и бюджет. Вот 4 основных показателя. И по этим 4 показателям он обосновал множество инициатив, будучи политиком в Якутии, так и в Государственной Думе. Также образовал общественную даже организацию отцов, как вы помните, ГЭЛ назывался, и также он считает, вот по этим 4 позициям сделал много нужного и полезного. Ввиду отсутствия времени я не буду на этом зацикливаться, но хочу отметить, что вот то, что в нашей резолюции написано, что правительству, что нужно разработать экономический паспорт семьи, это идея, идущая еще с 90-х годов. Семейные счета, чтобы деньги шли за семьей во всех своих проявлениях. Вот эта идея исключительно нужна, и она продолжается еще 2001 года, когда он предлагал создать условия для приобретения жилья по льготным ценам, предусмотреть кредитование долевого индивидуального строительства. Вот оно, только что пришло, дальневосточная ипотека, спустя 20 с лишним лет. Вот таких идей много. Ввиду отсутствия времени я не буду этим зацикливаться, но обращаю ваше внимание на то, что политический опыт Федота Семеновича нам сегодня позволяет говорить открыто о нынешних наших проблемах, о необходимости их решения. Вот, допустим, численность населения Дальнего Востока за 22-23 год снизилась на 30,8 тысяч человек, несмотря на все как будто множество усилий по демографической политике. Хотя наше население увеличивается как будто, но мы помним, какая была динамика рождаемости во времена первого президента. Тоже снижение идет.
И во времена, когда работал комитет по делам семьи, демографическая политика, возглавляемый Анастасией Николаевной Божедоновой, у нас тоже проводились серьезные научные исследования, прогнозные модели. Вот Барашкова вот сидит, она тоже много в этом делала. А сейчас что мы имеем? У нас многие семьи тяжелой жизненной ситуации оставлены вне внимания. Вот сейчас только что прозвучали доклады. Мы что там услышали? Множество хороших картинок. Действительно много делается. Но эта категория семей у нас остается вне поля зрения. Вот только вот Международный фонд «Дети Азии», Ольга Михайловна Андросова, директор, 5-й год держит на гранты временный приют для женщин с детьми. И за это время там пребывало 164 женщин и 236 детьми. Вообще отдельно только с детей берут, как вы знаете. А семью сохранять в таких случаях очень мало. Вы помните, в 2016 году мы принимали закон об ответственном родительстве. Он не работает, хотя в нем были цели написаны самосохранительное поведение, семейная ценность, авторитет родителей и тому прочее. И поэтому у нас сейчас очень много случаев тяжелых семейных отношений и насилий. Мы насилие вообще можем очень много говорить об этом. Даже снижается очень сильно параметры психологической помощи. Хотя мы сейчас в резолюции написали, что Минздраву, что давайте откройте психологический центр. А кем? Какие кадры? Где они? Конфликтологи? Где специалисты, психологи, работающие с подобной категорией? Да еще у нас увеличится количество женщин, я говорю только про женщин в данном случае, с ментальными заболеваниями. Про мужчин я вообще не знаю, что творится, особенно в современных условиях. В общем, проблема безопасности семей нарастает. А в то же время в нашей рекомендации написано, что нужно разработать и внедрить учебные программы по профилактике жестокого обращения с детьми. Все учебные программы создаются, когда есть соответствующее научное, методологическое, правовое основание. Федор Семенович, вы помните, что в 2019 году был внесен и опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации. Этот законопроект был снят с обсуждения, хотя поступило более 11 тысяч всевозможных предложений. Но там речь шла о ювенальной. Что? Ювенальная, так называемая юриспруденция. Да, ювенальные это обращенные только по отношению к детям, а не к семьям. А виды насилия, это очень много домашнего. Это психологические, экономические, физические, сексуальные, бытовые. И все их можно классифицировать на самом деле как в качестве уголовных преступлений. И с одной стороны, а с другой стороны разработать комплекс мер по защите, безопасности в подобных семьях. Есть множество же страшных случаев. Буквально в эти дни тоже это происходит. Поэтому, и если говорить информацию из МВД, которую мы получили буквально по итогам 2023 года, количество зарегистрированных на территории республики преступлений, совершенных на семейно-бытовой почве, увеличилось почти на 6%. Это большая цифра. И еще, как говорится, нет предела. И много там умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Из списка у нас состоится более 7 тысяч лиц, подверженных подобному поведению. И много тут цифр, о которых сейчас я не буду занимать ваше внимание, но хочу отметить, что в нашей резолюции, хотя я вчера тоже направляла свое предложение, оно не вошло. Я хотела бы знать, почему не вошло. Это пользуясь форматом круглого стола. Я предложила внести в резолюцию круглого стола предложение Илтумену нашему разработать проект закона об охране и защите от семейно-бытового насилия. И это не будет нашим ноу-хау. В Кыргызстане такой закон в 2017 году принят.
Он называется «Об охране и защите от семейного насилия». Есть действующая Конвенция Совета Европы о предотвращении борьбы с насилием в отношении женщин и домашнем насилии. Даже Казахстан в 2009 году принял закон о профилактике бытового насилия. Есть целый международный ООН объявленный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. А у нас сейчас реально этой проблемой занимается только скромный Международный фонд Дети Азии на гранты, имея 15 коек. Так что если мы с вами будем говорить о том, что здоровая семья – это сильный народ, и семья – это есть основа нашей Российской Федерации, ее даже государственности, то нам необходимо бороться против нарастающего ухудшения морально-нравственного состояния, и эта проблема требует прежде всего правового регулирования. Поэтому мы сегодня с вами собрались под эгидой Государственной Думы, Комитета по здоровью. Именно потому я сюда пришла, чтобы высказать свою тревогу как ученый, общественный деятель и как женщина, которой это не безразлично. Нам очень важно обостренно это воспринимать, если это даже касается, как говорится, одного ребенка. Как говорил Достоевский про слезинку ребенка. Так что, уважаемые участники круглого стола, давайте, используя такой огромный человеческий ресурс, потенциал политика, возвращенного нашей республикой, имеющая огромные позиции, подобного депутата вообще в судьбе якутского народа не было, которые 5 созывов, да? 4. 4 созыва. Будет 5. Вот так вот, да. Работает Государственная Дума. Это такая трибуна, которая способна спасти, увеличить не только рождаемость и не только продолжительность жизни, но и чувство счастья, чувство безопасности. В конце концов, общественного покоя, устойчивости. И сейчас в современных условиях это агрессия, она нарастает как снежный ком. И нам необходимо провести соответствующую защиту против этого. Мы, северные люди, уязвимы во всех отношениях, не только в природном плане, но и социальном, экономическом, психологическом, духовном, в конце концов. И сегодняшний круглый стол, мне кажется, настроен именно на это, на спасение нации. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Ульяна Алексеевна. Спасибо. Но я не могу не сказать реплику, да. Спасибо, Ульяна Алексеевна, за теплые слова. Ну и вот я вспомнил, когда я учился в 5 классе, 19 мая, День пионерии. Ну, не буду историю рассказывать, чтобы время ваше не отнимать, но этот день для нашей семьи был такой день. То есть в этот день меня ремнем отец повоспитывал. Ну и тут это как считать? Семейным насилием или это воспитательная мера была? Я считаю, что это была воспитательная мера и очень правильная, и очень своевременная. И вот то, что касается ЗОЖ. Когда говорят ЗОЖ, не пей, не кури и занимайся спортом, по-моему, у 70% людей вот такая фраза, она вызывает отторжение. А вот здоровая семья не должна вызывать отторжение. Поэтому я и новый термин хочу, чтобы вошел в обиход. Здоровая семья. Ну и понятно, там вот вопрос насилия, это вопрос такой спорный. Я считаю, что это спорный, неоднозначный, но над ним надо работать. И Ульяна Алексеевна абсолютно правильно ставит вопрос. Спасибо. А разрешите представить слово Ирине Юрьевне Тепляковой, заместителю министра труда и социального развития. Добрый день, уважаемый Федот Семенович, уважаемые участники, особенно участницы круглого стола.
Ну, старт году семьи в Российской Федерации был дан 23 января президентом страны на выставке в форуме «Россия» в рамках форума «Родные и любимые». Отрадно, что из 13 субъектов, которые принимали участие в открытии, были наши 2 семьи. Одна семья Новгородовых из Чурчинского района и семья Федоровых. Буквально на следующий день у нас 24 января была торжественная церемония открытия года семьи и года детства уже, значит, в республике. 25 января семья Владислава и Жанны Федоровых, свадьба которых прошла в ноябре прошлого года, также на выставке в форуме «Россия» по древним якутским традициям и обычаям доставила лампаду с огнем, являющимся символом семейного очага. Сейчас эта лампада размещается у нас в ЗАГСе. На федеральном уровне был создан, соответственно, оргкомитет по реализации плана года семьи в Российской Федерации. Значит, руководителем оргкомитета назначена Татьяна Алексеевна Голикова. План состоит из нескольких блоков, которые направлены прежде всего на охрану здоровья граждан, совершенствование положения семьи с детьми, повышение ответственного родительства, укрепление у детей и именно молодежи семейных ценностей. План также связан с проведением культурно-массовых, спортивных, общественных мероприятий, которые должны объединить семьи, поддержать командный дух семейный и позволить проявить свои таланты в кругу семьи. Запланировано проведение масштабных всероссийских конкурсов. Это у нас семейная, семья года. Должен состояться форум многодетных семей, многодетная семья. Торжественные мероприятия ко дню семьи, любви и верности, в том числе парад семей. Первый урок в День знаний и школьные выпускные также будут проходить под эгидой года семьи. И много-много других мероприятий, которые прежде всего направлены на привитие именно духовно-нравственных ценностей в семье. Также у нас в республике создан оргкомитет, его возглавляет заместитель председателя правительства Степанов Георгий Михайлович. План утвержден. Первое организационное мероприятие на уровне муниципальных образований провели. На сегодня во всех муниципальных образованиях свои планы муниципальные приняты. Наш план сформирован, конечно же, на базе федерального плана с учетом дополнительных наших республиканских мероприятий. Основные цели реализации утвержденного плана мероприятий стали укрепление семейных ценностей, возрождение уважительного отношения к большой многопоколенной семье, укрепление репродуктивного здоровья, создание условий для рождения детей, поддержка многодетных семей. И по результатам реализации плана года семьи в обществе должна быть сформировано понимание и поддержка, что крепкая семья – это наиболее важная ценность. В целом 148 мероприятий. В плане нашем республиканском 25 мероприятий реализуются непосредственно общественными организациями. Конечно же, в основу нашего республиканского плана вошли мероприятия по реализации указа президента о мерах социальной поддержки семей, многодетных семей. В этом плане мы должны провести большую работу по совершенствованию, опять же, законодательства по поддержке многодетных семей, рассмотреть дополнительные меры поддержки. Будет создана, значит, банк данных по многодетным семьям. И вот те мероприятия, которые предусматриваются по посещению культурных мероприятий, выставок, музеев, многодетная семья может посетить эти мероприятия бесплатно на территории всей Российской Федерации, потому что будет единое удостоверение, единого образца, удостоверение многодетной семьи. Но немножко остановлюсь на ключевых показателях демографических по республике. На сегодня республика занимает лидирующие позиции по основным демографическим показателям как среди регионов Дальнего Востока, так и в целом по стране. По рождаемости, по естественному приросту, ну, все знаем, да, что у нас в прошлом году население достигло миллионного жителя. На 1 января текущего года уже по предварительным данным численность населения составляет 1 миллион 4 тысячи человек. По показателю естественный прирост и коэффициент рождаемости республика занимает 7-е место по Российской Федерации и по Дальнему Востоку 1-е место. По показателю смертности республика занимает 7-е место в ранге возрастания. По предварительной оценке, то, что вот сказала Любовь Степановна, средняя продолжительность жизни республики составляет 73 года и 6 месяцев. И это самый высокий показатель по Дальнему Востоку. И впервые за прошлый год мы превысили среднероссийский показатель. Это результат комплексной межведомственной работы по реализации нацпроекта «Демография». Это и социальная защита, и здравоохранение, и образование, и занятость, и общественные организации. То есть в рамках реализации нацпроекта «Демография» мы можем говорить о положительных результатах, которые были достигнуты по итогам реализации. Действительно, сегодня президентом страны поставлена задача, чтобы многодетная российская семья стала ценностью и ориентиром для общества. Семья, где растут 3, 4 и более детей, уже сама по себе имеет высокий статус и должна поддерживаться со стороны государства.
В Якутии издревле сильна традиция многодетности. Сегодня в Якутии проживает 1/5 часть от всех многодетных семей, которые проживают на Дальнем Востоке. Это более 34 тысяч многодетных семей в республике, в которых растут более 118 тысяч детей. Но мы понимаем, что с рождением каждого последующего ребенка у семьи возникает риск попадания в зону бедности. В целях профилактики семейного неблагополучия многие меры, конечно же, направлены на материальную поддержку именно малоимущих семей с детьми, чей доход не превышает величины прожиточного минимума на душу населения. И в течение последних 3 лет очень большие были приняты, было совершенствование мер поддержки именно многодетных семей. Сначала в рамках нацпроекта «Демография поддержка» была при рождении детей от 0 до 3 лет. Потом по линии Министерства труда было введено выплата до прожиточного минимума от 3 до 7, потом через социальный фонд от 8 до 17, и уже с 2023 года была реализована единая бесшовная, скажем так, система поддержки семей с детьми, чей уровень доходов ниже прожиточного минимума от 0 уже до 17 лет. Тем не менее, несмотря на большой спектр мер поддержки, ежегодно меры поддержки совершенствуются. По республике по поддержке семей с 5 и более детьми введена новая мера поддержки, это сертификат на социальную выплату. Также взамен земельного участка, если меня не планируют его осваивать, предусмотрена единовременная выплата 200 тысяч рублей для улучшения жилищных условий. Вот. Очень большой спектр мероприятий был проведен в 2022 году по поддержке именно приемных родителей. В 2022 году базовый размер вознаграждения приемных родителей был увеличен в 2 раза. Но, тем не менее, мы на этом не остановились. Буквально вот недавно прошла сессия ЛТУМЭН. Министр, представила еще один очередной закон по улучшению, поддержки приемных родителей. И уже размер денежного вознаграждения, начиная со 2-го и 3-го ребенка, приравнивается к размеру на 1-го ребенка. Ранее такая мера поддержки, она составляла 60%. То есть базовый размер 100% на 1-го ребенка, далее на 2-го и 3-го, и последующих только 60%. Сейчас этот размер уравнялся, и мы считаем, что это очень правильно, потому что на каждого ребенка одинаковое количество времени, любви необходимо для того, чтобы его воспитывать. Что касается приемных семей в республике, 235 приемных семей, в них воспитывается 656 детей. И я хочу отметить, что с 1 января текущего года размер уже выплаты на самого ребенка утвержден на уровне прожиточного минимума. До текущего года размер составлял на 6 тысяч меньше. Это тоже, мы считаем, что создаст условия для дальнейшего развития института замещающих семей, чтобы каждый ребенок нашел свою семью. В целях совершенствования мер поддержки уже с января текущего года, даже мы не предполагали, что будет установлен год семьи в стране, да, республиканский материнский капитал семья при рождении 3-го или последующих детей был увеличен 2 раза и составляет 300 тысяч рублей. Многодетные семьи, держатели сертификата, могут направить эту меру поддержки на приобретение земельного участка. То есть расширение направления использования материнского капитала также было предусмотрено. С учетом того, что есть выплата за земельный участок 200 тысяч, то уже семья может направить 500 тысяч на улучшение жилищных условий. Также с января текущего года внедрена дополнительная мера поддержки в виде единовременной денежной выплаты молодой семье при вступлении в брак впервые до 25 лет включительно. На сегодня эту меру поддержки уже получили 78 семейных пар. Мы считаем, что эта мера поддержки призвана не только на укрепление семейных ценностей, повышение статуса семьи, но также на увеличение рождений в целом. Также новая мера поддержки в год семьи для выпускников школ из многодетных семей будет предоставляться сертификат на 50 тысяч рублей для компенсации части стоимости платного обучения в средних профессиональных учебных заведениях для многодетных семей. Вот. Елена Юрьевна, 10 минут прошло, еще сколько вам надо? А я почти уже заканчиваю. Ну вот то, что сказал в своем послании президент страны, очень много мер поддержки будет продолжено, реализация материнского капитала до 30 года, семейная ипотека 6% должна сохраниться. Очень много, вот, опять же, направлено на поддержку семей с детьми. И как подчеркнул Владимир Владимирович, большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии.
И мы полагаем, что благодаря той работе, совместной комплексной работе межведомственной, которая у нас проводится в республике, в дальнейшем у нас будут достигнуты высокие показатели по основным демографическим показателям. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Юрьевна. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые участники круглого стола, нам надо немножко посоветоваться, да? Вот я говорил о том, что у нас круглый стол, и формат он немножко отличается от, значит, конференции, да? И я понимаю, что ваши доклады – это результат выстраданной вами работы, очень долгой и кропотливой работы, очень упорных исследований. Но формат круглого стола, цель круглого стола – это сформулировать, что нам надо делать, сформулировать, что нам надо делать. В первую очередь они будут отражаться в рекомендациях, что нам надо делать по тем проблемам, которые мы с вами обсуждаем. Вот я просто два маленьких примера приведу. На одном из круглых столов у меня появилась идея, вот по вашим предложениям обязательно будут оформлены законопроекты. Вот на уровне Государственной Думы я как депутат буду оформлять. Вот я на одном из круглых столов, значит, результатом было, значит, законопроект о реализации лекарственных средств в малонаселенных пунктах. Не буду содержание рассказывать. Второй законопроект о дальневосточном капитале, это в другом круглом столе, чтобы 1 миллион рублей давали родившимся на Дальнем Востоке. Он еще не принят, но уже в Приморском крае он реализовывается, да. Правда, с третьего ребенка, но какая разница, да, дальневосточный капитал он начал ходить. Потом вот есть законопроект о поддержке, о мерах государственной поддержки. Вот мы многодетность сельских семей. Мария Михайловна, мы вместе ее разрабатывали. Он тоже еще не принят, но идеи там в виде законопроекта как бы изложены. Вот мне бы хотелось, чтобы вот по результатам ваших исследований, пусть даже предложение, состоящее из 5 слов, чтобы его можно было использовать для законотворческой работы. Вот цель значит, круглого стола, который вот мы, депутаты, проводим, на самом деле именно заключается в этом, чтобы сформулировать направление нашей дальнейшей законотворческой деятельности. Поэтому у меня огромная просьба следующим выступающим. Я еще раз повторяю, понимаю, что это результат выстраданной, долголетней исследовательской и практической работы, но в то же время я хотел бы, чтобы вы как-то вот время друг друга, не мое время, я могу хоть до 12 сидеть, да, но время ваших коллег поуважили и как-то вот так более концентрированно выразили бы свои предложения, и мы обязательно их возьмем в рекомендации. Прошу это понять. Спасибо. Разрешите слово представить Анастасии Спиридоновне Барашковой, ведущей. Можно с места? Нету, да? Спасибо. Можно с места в целях экономии времени. И тоже сразу начну с рекомендаций. Вот пункт 11, да? И 3 подпункт. Предлагаю 3 подпункт, как говорится, вообще вывести самостоятельную строку. Потому что речь идет о создании вообще информационной базы. Наш основной постулат или основное понимание этой темы было то, что семья – это остров стабильности. И именно как остров стабильности семья может быть основой здоровой семьи, которая, в свою очередь, является основой здорового общества, сильного государства и так далее, и так далее. А вот на основе чего мы можем все это выявить и определить, и показать тенденции? То, что сегодня прозвучало, с одной стороны, вроде бы можно и порадоваться, что у нас 11,2 коэффициент, суммарный коэффициент рождаемости, но, товарищи, сравните этот коэффициент хотя бы с тем, что было 5 лет тому назад, 10 лет тому назад. По-моему, нечем гордиться. Единственным и главным критерием как бы стабильности и вообще чего-то авангарда Якутии на демографическом поле это могло бы быть именно доля крепких, стабильных семей, в которых семья – это значит семейная пара, это супружеская пара с детьми,
без всяких там, как говорится, беганий налево-направо с разводами и так далее, размышлениями, с многократными опытами через форму гражданского брака, продного брака и так далее, и так далее. Вот это вот должно быть критерием. И поэтому то, что необходимость проведения научно-исследовательских исследований, оно каждый раз высказывается, по-моему, но вы то, опять же, киньте немножко взгляд налево-направо. Я удивилась, что в Академии, очень порадовалась за Академию наук, что они в 2022 году провели КСИ, и таким образом, правда, там непонятно, какая выборка была, но судя по тому, что 67 населенных пунктов в 15 районах, то это, наверное, большая выборка. За них можно только порадоваться, но в целом, так ли уж поддержана наука в нашей республике? Ольга Викторовна, много ли вы получаете грантов, поддержки, как через систему госзадания и так далее, и так далее? Вряд ли кто-то может очень даже этим похвастать. Вот, спасибо, два момента, на которых я хотела бы остановиться. А статью или публикацию с Валентиной Ильиничной в форме статьи для брошюры можем подготовить и предоставить. Да, спасибо. Анастасия, вот это я хотел и подчеркнуть, да, что мы просим вас всем предоставить свои доклады, тезисы, да, мы обязательно брошюры опубликуем. Поэтому я думаю, что мы с вами друг друга поймем. Весь доклад, весь ваш труд в брошюру входит, и он в электронном виде, и в бумажном виде обязательно выйдет. А вот сейчас в формате круглого стола концентрированном выражении ваши выводы и конкретные предложения. Спасибо. Вот Анастасия Спиридоновна дает яркий пример, как надо действовать. Спасибо. Разрешите представить слово Татьяне Юрьевне Павловой. Добрый день, Федот Семенович, уважаемые участники круглого стола. В целях экономии времени я вот тезисно тоже скажу, без презентации, наверное, да? Или вот последний слайд поставьте, пожалуйста. Основные задачи по улучшению репродуктивного здоровья. Во-первых, то, что касается системы здравоохранения, это, конечно, обеспечение качества, доступности медицинской помощи. Это, конечно, за нами остается. И я хочу сказать, что в этом году в программу госгарантий в системе ОМС включили с этого года диспансеризацию взрослого населения именно по оценке репродуктивного здоровья. Это очень хорошо. Мы надеемся, что мы будем уже на начальном этапе выявлять своевременно и проводить лечение репродуктивного здоровья, как детского, так и взрослого населения. И в свою очередь я хочу сказать, что мы в перинатальном центре Республиканской больницы номер 1 в отделении вспомогательных репродуктивных технологий с 2022 года предусмотрели ставку врача-уролога-андролога. Вот если по женщинам у нас в республике система как бы организована, достаточно специалистов, женщины знают, куда обращаться и так далее. Вот по мужчинам у нас немножко было проблемно, и для решения этой проблемы мы... Значит, у нас работает врач-уролог-андролог, он сегодня присутствует в качестве эксперта. Вот, и у нас начата работа в этом направлении. Уже мужчины с бесплодием, там структура и так далее у нас оценивается. И с медицинскими организациями республики мы будем в тесной взаимосвязи проводить работу в этом направлении. Это касается системы здравоохранения. И просветительская работа с населением. Это наша общая задача должна быть. Всех собравшихся здесь, в этом зале, это не только проблема здравоохранения. Просветительская работа с населением по мотивации именно к браку. Вот здесь прозвучало, что у нас много одиноких женщин рожает, да? А почему женщины не вступают в брак? Потому что у них много преимуществ по выплатам. Поэтому вот у нас, мне кажется, вот здесь есть перекосы. Вот этот момент нужно тоже пересмотреть. Мы должны мотивировать женщин к браку и к планированию семьи. Проблема абортов на сегодняшний день – это тоже не только проблема здравоохранения, это медико-социальная проблема, и больше всего, скорее, это социальная проблема. Почему же женщины идут на аборты? Мы, конечно, у нас показатель
по абортам в республике на сегодняшний день выше, чем российский показатель, но тем не менее вот за последние 5 лет мы в 2 раза снизили этот показатель. Вот, поэтому работа в этом направлении по здравоохранению ведется, тем не менее здесь вот социальные проблемы есть, и общественность тоже должна подключиться по профилактике абортов и ответственное родительство. Вот по России начат проект очень хороший на правительственном уровне, и мы, наверное, вот в нашем регионе тоже должны начать работу по мотивированию наших семей. И вот еще хочу остановиться на здоровое питание. Там у меня в слайде были показатели именно по анемии у беременных и по гестационному сахарному диабету. А это вот все болезни, которые в результате неправильного питания. И поэтому вот все-таки здоровое питание, исконно наше традиционное национальное питание необходимо возрождать уже с рождения, с грудного вскармливания и так далее. И вот это вот, ну, Ульяна Михайловна сама скажет об этом. У меня все на этом. Спасибо. Спасибо, Татьяна Юрьевна, спасибо. Разрешите представить слово Ольге Викторовне Татариновой. Вот Ольга Викторовна есть конкретный опыт законотворчества. Насколько я знаю, один законопроект уже нашим госсобранием принят. Значит, в Государственной Думе находится на рассмотрении. К сожалению, пока как бы не поддерживается, но она является экспертом. Правда, не комитета охраны здоровья, другого комитета, но эксперт, она очень плотно работает по законотворческой деятельности. Спасибо вам, Ольга Викторовна. Пожалуйста. Спасибо большое. Ну, у меня очень простое будет сегодня выступление. Детей обсудили, репродуктивное здоровье обсудили, теперь давайте по старшему поколению. Много проблем по старшему поколению, но давайте вот кто знает, что позитивное отношение к старости, к старению увеличивает продолжительность жизни на 7,5 лет. Это даже больше, чем снижение давления, нормализация холестерина, физическая активность. И поэтому, конечно же, роль семьи в этом создание здоровых привычек, традиции, снятие проблем по одиночеству. Все это как раз и является в том числе залогом активного долголетия. Я в конце скажу свои предложения в резолюцию, но хотела бы остановиться на 2 только моментах. Здесь указаны несколько. Первое – это наше ментальное здоровье наших пожилых родственников, деменция. Это уже идет пандемия. Никто, наверное, уже не может сказать, что у него в семье нет человека с когнитивными расстройствами. И эту проблему никто у нас, к сожалению, на должном уровне системно не решает. Поэтому нам пора заняться. Это первое. Второе, конечно же, работа с дементными пациентами без семьи никак невозможно. И нужно, соответственно, работать с родственниками, потому что основное бремя экономическое, психологическое, на уровне здоровья, все ложится на плечи семьи и родственников. Второе, на чем я бы хотела остановиться, это падение. Вы знаете, что цифра по падениям в 2 раза больше, чем цифра по инсультам и по инфарктам. А смертность, связанная с падениями, она стоит на 5-м месте в мире. Представляете, на 5-м. Как часто мы говорим о падениях? А как часто в нашей семье пожилые падают? Половина старше 80 лет падает, и из них 10% они с глубокими инвалидами становятся и умирают. Что мы делаем здесь? У нас с вами проблема остеопороза не решена, у нас с вами лекарства по остеопорозу практически не выдаются, у нас с вами потребность огромная в эндопротезировании, которая не решается. И вот эти проблемы комом нарастают. Да, я эксперт в комиссии, эксперт в Госдуме именно по импортозамещению. И мы там ставим вопросы гериатрии. У нас там всего несколько человек. Да, импортозамещение, но, пожалуйста, не забывайте о том, что нужны эндопротезы, нужны средства ухода за пожилыми пациентами. И мы это отрабатываем. Еще очень важно, это можно проскочить, очень важно создание терапевтической, мы говорим, гериатрии, среды дома. Потому что падают в основном пожилые не на улице, они падают дома.
падают в ванных комнатах. И как мы можем, родственники, создать, это наша с вами задача, это ответственное отношение родственников пожилых пациентов, создать эту среду, убрать минимум пороги, ну и так дальше. Там достаточно, можно последний слайд показать. Много мероприятий, но они мелкие вроде бы, но настолько они необходимы и нужны в целом для здоровья семьи. В конце я бы хотела предложить вот Министерству здравоохранения, а может быть на уровне правительства, первое – это реализация все-таки концепции активного долголетия. Я формулировку введу, потому что много говорим про семью, про детей, но у нас самая с вами задача – это все-таки увеличить продолжительность жизни. В развитых странах продолжительность жизни, она растет не за счет младших групп, она растет за счет старшего поколения, потому что резервы по снижению младенческой смертности, они уже практически все исчерпаны. Что остается? Увеличить продолжительность жизни именно старших групп. И вот на это надо сейчас нам нацеливаться. У нас мало мероприятий в этом отношении. Ну и второе, это, конечно же, обязательно нужен комплекс мер по профилактике, раннему выявлению, диагностике и лечению, в том числе СанКур, пациентов с деменциями и падением. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Викторовна. Разрешите представить слово Артему Павловичу Науменко. Здравствуйте, коллеги. Буквально пару слов. Вот Ольга Викторовна подняла такую тему, как пожилые люди. Я по своей работе занимаюсь пациентами после инсульта. Сами понимаете, это люди в основном пожилые. И реализую проект через свой фонд, который на местах точечно помогает людям и их родственникам адаптироваться к вновь изменившимся условиям. И это действительно момент, который необходимо расширять, масштабировать, потому как информацию брать действительно неоткуда. И когда приходишь домой, рассказываешь, что нужно тапочки с задником обязательно, паркет желательно заменить на что-то не скользящее, ковры, которые свободно лежат, убрать. Ну, такие простые советы. Люди удивляются, потому что это информация, которая помогает минимизировать именно травматизм. Ну и скажу еще, что семья – это то, что поддерживает людей, и в сложной ситуации, когда они сталкиваются с болезнью, они не остаются одни. Поэтому сохранить семью как просто это наша с вами необходимость. Иначе просто мы в конечном итоге будем получать людей, которые помимо того, что они заболели, а, к сожалению, мы все можем болеть, они еще и остаются один на один со своей проблемой. И вот с этим нам нужно с вами бороться. Спасибо. Так называемая респисная помощь. Мы тоже о ней мало говорим, но тоже нужно, очень необходимо. Респисная помощь семье, родственникам. Спасибо, Артем Павлович. Я надеюсь, что вы в развернутом виде свой доклад дадите, да? Угу. Разрешите представить слово Артему Михайловичу Ксенофонтову. Я вот в своем выступлении говорил, что у нас есть республиканский центр мобильных бригад. Вот Артем Михайлович, руководитель этого центра. Пожалуйста, Артем Михайлович. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Ну, я тоже кратко скажу, что все видели, слышали. В прошлом году началась эта работа. Это вот инициирована, получается, Арсением Сергеевичем. Пилотный проект был запущен с февраля месяца. Охватывает все 13 арктических районов. Это 89 населенных пунктов. И полностью в прошлом году все 89 населенных пунктов мы охватили. Это больше 33 тысяч человек было осмотрено, оказана именно вот эта специализированная медицинская помощь узкими специалистами, которые вот не хватает, да, в арктических районах и тем более в этих труднодоступных населенных пунктах. У нас сформировано 6 многопрофильных бригад, это взрослые бригады, и 1 детская бригада, которые полностью вот сделали как бы годовую работу. И новшество как бы такое было, что это взятие больных людей, которые имеют определенные заболевания, на диспансерное наблюдение. Это говорит о том, чтобы вести этих больных посредством либо телемедицинской консультации, либо очным повторным уже визитом в эти труднодоступные населенные пункты, чтобы по рекомендациям врачей ведение этих больных по состоянию. Самое как бы важное это то, что имеется доступность, да, для людей, чтобы они не выезжали, скажем, за
пределы своего населенного пункта, района, а поликлиника как бы едет со своим портативным оборудованием, оснащением и полностью работают там на местах. По этому году, если коротко сказать, то вот годом детства, да, у нас с этого года, вот исходя из прошлого года опыта, у нас получается сейчас 13 районов полностью охватит детские бригады, сейчас уже посетили 3 района и должны полностью также детские врачи охватить эти 13 районов. Плюс к этому мы начали уже набирать стоматологические бригады, это и детские, и взрослые, они уже побывали в Жиганском и Нижнеколымском районе. Отзывы очень, конечно, положительные, когда также со своим установкой, там, с креслами, лекарственными препаратами стоматологи приезжают в населенный пункт и оказывают не только, да, профосмотры, но и лечение зубов и детей, и взрослых. Также у нас вот как предложение, наверное, да, Федор Семенович, вот по федеральному, наверное, изменению лицензирования, да, как понятие вот как сказать, транспортный аптечный пункт, ну, мобильный аптечный пункт, он в Госдуме как бы законопроект имеется, и хотелось бы вот именно ускорение, чтобы наши же доктора могли летать, скажем, в эти труднодоступные населенные с лекарственными препаратами, чтобы по рецепту или по каким-то вот определенным федеральным или муниципальным программам могли выписывать препараты и там же на местах же и выдавать эти лекарства. Чтобы, ну, человеку вот сейчас же по-простому по категориям получает рецепт, а ему надо с этим рецептом идти в аптеку. Аптека находится в 400 километров, скажем, да, отдаленности, и порой это же очень сложно. Ну вот у нас такое вот предложение. У меня все кратко. Спасибо, Артем Михайлович. Но мы бы хотели от вас получить более расширенное как бы предложение по нормативно-правовому регулированию вот мобильных бригад и развитие вот этой формы работы, может быть, даже вот законодательной инициативы, проект законодательной инициативы с точки зрения вот изменения законодательства, и чтобы там появился термин «мобильная медицина». Я просто представляю, я 12 лет назад, когда я впервые в Комитете охраны здоровья озвучил эту идею «мобильная медицина», мне сказали, так у нас же есть выездные бригады, зачем мобильная медицина? Но мы долго, упорно работали, и вы знаете, что президент страны дал уже указания, и уже пошло производство этих мобильных машин и прочие дела. И сейчас вот вы являетесь пионерами, и мы хотели бы, чтобы вы и в нормативно-правовом творчестве принимали активное участие. Ждем от вас многих предложений. Спасибо. Разрешите представить слово Евдокии Анатольевне Нестроевой. Добрый день, уважаемые Очень коллеги. важная тема — социальные сети. Да, тема социальных сетей, наша с вами обеспокоенность по поводу того, насколько наши дети пропадают в социальных сетях. Пожалуйста, следующий слайд. Итак, когда мы говорим про исследования, то по последним данным в ЦИОМ почти 90% всех подростков, они включаются и используют социальные сети ежедневно, соответственно. При том, что проводится большое количество исследований по поводу влияния социальных сетей, единого мнения о вреде социальных сетей пока нет. Наука находится на этапе накопления и обобщения этого большого пласта информации, который нам необходимо переработать и уже получить какие-то очень важные данные. Тем не менее, позвольте следующий слайд. Хотела бы обратить ваше внимание на достаточно свежее исследование 2023 года, проведенное преподавателем Московского госуниверситета под руководством Веракцы Александра Николаевича. Выборка очень неплохая, более 1000 подростков, и хотела бы обратить ваше внимание на 2 очень важных момента по мотивам использования социальных сетей.
тут такая цифра: 33% детей не имеют значительных выраженных или ярко выраженных мотивов вообще включенности в социальные сети. Остальные, да, дети, соответственно, имеют определенные и цели, и свое какое-то видение. Ну и наша опасность и тревога по поводу того, что социальные сети несут в себе встречи с какими-либо незнакомцами, на поверку и по статистическим полученным результатам показала цифру 17%. В целом небольшая, но тем не менее опасность существует. Ну, есть вот 4 основных исследовательских, да, таких направлений или 4 гипотезы. Одна из них позитивная, о том, что социальные сети очень хорошо влияют на развитие коммуникативных. Именно благодаря социальным сетям дети находят своих друзей, единомышленников. Чаще всего, кстати, общаются именно со своими знакомыми. Другая негативная, противоположная гипотеза как раз-таки говорит о том, что есть эти самые встречи, которые понижают вот это самое психологическое благополучие. То есть встречи происходят чаще с малознакомыми людьми, нежели направлены на поддержание уже существующих связей. Другая гипотеза, которая говорит о возможностях развития, кстати, этих самых социальных навыков. Ну и другая, тоже очень немаловажная гипотеза, в частности, она наверняка будет больше затрагивать детей так называемой группы ОВЗ. Это дети, которые могут себе найти, да, группу по интересам, единомышленникам, образовательные программы и прочее. Также очень интересное исследование было проведено в 2017 году, которое доказало, что низкий либо высокий уровень использования цифровых устройств приводит к негативным последствиям. Средний же уровень, да, ни много ни мало, как раз-таки может дать тот самый позитивный результат. Пожалуйста, следующий слайд. Вот по поводу, да, негативного последствия, про бесконтрольное нахождение ребенка в соцсетях, да, к чему может привести. И, соответственно, положительные какие-то моменты, которые как раз-таки направлены на развитие коммуникативных навыков ребенка. Таким образом, когда мы говорим про проблему в целом психологического здоровья, повышение уровня зрелости, да, личностной зрелости родителя, это очень важная задача. Ну и, соответственно, ответственность самих родителей за пребывание и контролирование своих детей, нахождение их в социальных сетях, соответствие возрасту, опять-таки, некоторых социальных сетей детям, ну и тема безопасности также очень важна. Ну, как говорится, дети являются полным зеркалом своих родителей, поэтому, скорее всего, последний слайд будет очень важен. Пожалуйста, последний слайд. Последний. К тому, как мы сами, какой пример мы представляем для своих детей. Насколько часто мы используем, на кого мы подписаны, какие цели использования наших социальных сетей. То есть это большая задача именно, скорее всего, взрослых. Спасибо за внимание. Дима. Спасибо, Евгения Анатольевна. Значит, вы знаете, что Государственная Дума приняла закон о запрете гаджетов во время уроков, да? То есть мы тоже к этим проблемам уделяем огромное внимание. Вот Ульяна Алексеевна говорила о разработке закона против семейного насилия. Вот я бы хотел от вас получить какие-то конкретные предложения именно вот по работе социальных сетей и влияние на детей. Надо, чтобы они положительные влияния, да? Могут быть такие сформулированы такие предложения? Я думаю, что это в ваших силах, Евдокия Анатольевна, да? Ждем вот такие предложения. Разрешите, спасибо вам. Разрешите представить слово Ульяне Михайловне Лебедевой. Очень важная тема – здоровое питание. Пожалуйста, Ульяна Михайловна. Уважаемые модераторы, Федот Семенович, Мария Михайловна, уважаемые коллеги, то, что в год семьи появляется новый нацпроект «Семья», и
семейное благополучие является приоритетом государственной политики. Это вообще замечательно и похвально. И базовыми ценностями вот этой семейной политики благополучия являются здоровый образ жизни и культура семейных ценностей. Вот это основные такие базовые ценности, над которыми мы должны работать. Ну, этому подтверждение все обследования и научных исследований, и Росстата, что одним из таких факторов, влияющих на здоровый образ жизни и на культуру семейных ценностей, является фактор питания, фактор здорового питания. И практически вот с 2019 года Росстатом проводится обследование по выявлению регионов с наиболее низкой долей людей, ведущих здоровый образ жизни, или с высокой долей людей. И с высокой долей людей, которые ведут здоровый образ жизни в регионы, одним из таких лидерствующих является Ингушетия, где отмечается очень низкое потребление алкогольной продукции. Да? А регионам, которые с низкой долей людей, ведущих здоровый образ жизни, основным таким фактором явилось потребление овощей и фруктов ежедневно в количестве не менее 400 граммов. Ну, Чукотский автономный округ отметился. Это говорит о том, что на северах и в арктических регионах обеспечение вот этим видом, основным видом группам продуктов стоит неважно. Следующий слайд. Да. И поэтому, на мой взгляд, нужна для того, чтобы вести в регионах отдельную региональную политику, да, государственную политику в области здорового питания, должны быть стратегические такие документы, определяющие концепцию оптимизации структуры питания для здоровья и сбережения различных групп населения. Ну, в этой концепции современной, да, говорится всегда о том, что здоровое питание должно быть во время планирования беременности, зачатия, да, чтобы внутриутробное развитие было нормальным. Но мы перинатологи, да, акушеры-гинекологи, неонатологи, педиатры считаем, что это задолго до планирования и задолго до зачатия должно проходить, чтобы ребенок, ну, должна вестись преконцептуальная профилактика. Согласитесь, Татьяна Юрьевна? Вот, и поэтому вот эта концепция, она должна работать в соответствии этих всех норм питания. Да, у нас в 2021 году новые нормы через 15 лет вышли в физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии, и в 2020 году ну, вот новые санитарно-гигиенические требования появляются. И поэтому по линии Министерства здравоохранения, то, что отметила Любовь Степановна, проводится огромная работа, межведомственная работа по формированию навыков и культуры здорового питания, по профилактическому диетическому питанию, по лечебному диетическому питанию. Сейчас в последнее время в связи с диагностическими улучшением диагностики, особенно скрининговых таких исследований, обследований, да, выявляются дети с разной генетической патологией, которые требуют диетокоррекцию, диетотерапию с самого рождения. И поэтому вот любые, ну, те проекты, которые по Министерству здравоохранения работают, это с 2012 года мы внедрили в проект Всемирной организации здравоохранения по глобальной инициативе поддержки грудного вскармливания и больницы доброжелательного к ребенку. На сегодняшний день считается, ну, без ложной скромности скажу, что наши работы, они
считаются передовыми, как лучшая практика регионов, и 18-19 апреля на уровне Государственной Думы будет проводиться форум «Право на жизнь». Да? И в рамках этого форума меня пригласили на принять участие с докладом, чтобы поделились мы со своим опытом республики, так как у нас, даже если по тем показателям, которые у нас при внедрении было в 2012 году 26,6%, и сейчас, вот на сегодняшний день, благодаря той работе, которую проводит республика, тут поддержка у нас очень большая у Министерства здравоохранения, это в том числе общественных организаций, это «Матери России», Якутская региональная общественная организация женских движений. Вот мы достигли по результатам 2023 года 74,5%. Это такая ежегодная, очень системная, кропотливая работа проведена. И сразу скажу, что вот регионы все работают над этой проблемой. И ведущие специалисты, мы продвигаем проект законопроекта, да, о защите, содействии и поддержке грудного вскармливания, куда входит и питание беременной женщины, кормящей мамы, и сама поддержка грудного вскармливания, и питание детей раннего возраста, от чего и отталкивается как раз семейная политика. Что касается другого проекта, вот проект поддержки и организации, да, дошкольного школьного питания, это у нас тоже в 2020 году мы доложились на уровне Государственной Думы в Комитете науки и образования и являемся участниками той поддержки, которая сейчас оказывается на уровне федеральных структур. В сентября 2020 года с 1 по 4 класс дети вот в течение до сентября 2023 года все регионы вошли, обеспечиваются горячим питанием, да, за счет федерального финансирования. И вот такие проекты, которые являются такими, и та методология, которая выработана, как Федот Семенович отметил, выстраданная, да, выработанная, это работа, да, методология, которая вот в 2020 году посчиталась Комитетом Государственной Думы по науке и образованию лучшей практикой научно-методического обеспечения организации питания детей в дошколах и школах. И по сегодняшний день мы обучаем и делимся своим опытом с другими регионами. Вот, и поэтому, да, заканчиваю, и поэтому вот те проекты, они имеют место быть популяризацией, да, и вот по линии Министерства здравоохранения Любовь Степановна уже озвучила, школы здорового питания, сейчас Анастасия Дмитриевна дальше скажет, да, школы здорового питания для специалистов, школы здорового питания для населения, и вот в целях популяризации национальных традиций, да, возрождения, и чтобы мы не упускали потреблять местную продукцию для здоровья населения. Вот открыта такая телеграм-канале канал «Арктическое питание», и прошу вот всем ознакомиться, и вот в декабре, 30 ноября и 1 декабря приглашаю всех на 8-ю конференцию, да, с международным участием «Питание и биотехнологии для здоровья и сбережения населения арктической зоны Российской Федерации», которая пройдет в рамках гастрономического фестиваля «Вкус Якутии», и в рамках зимы начинается с Якутии. Мы на сегодняшний день, Минздрав Республики является
Северо-Восточным федеральным университетом, Якутским научным центром, являемся научно-методическим сопровождением всех мероприятий, которые проходят не только в Якутии, но и во всех арктических регионах и северных территориях. Спасибо. Спасибо, Лена Михайловна. Давайте мы посоветуемся, мы уже работаем больше 2 часов. Значит, мы, конечно, Анастасии Дмитриевне обязательно представим слово, но дальше давайте так, кто-то настаивает, но все равно я прошу, чтобы все вы, кто заявился на выступление, чтобы вы тезисы, тексты своих выступлений обязательно нам дали, мы брошюру обязательно включим. И если есть конкретные предложения по рекомендациям, резолюции, тоже просим это дело представить. Но по выступлению, значит, я думаю, что мы до 5 часам должны закончить, поэтому если кто-то наставит, конечно, мы предоставим слово, но и думаю, что надо кратко, значит, в течение 2-3 минут изложить свои тезисы, да? Еще раз повторяю, я вас понимаю, ваш доклад – это выстраданные многолетние исследования и работа, но все-таки формат круглого стола, он требует более конкретных вещей. Анастасия Дмитриевна, пожалуйста. Дальше по поднятию руки. Добрый день, глубоко уважаемый Федот Семенович и участники круглого стола. Ну, мое выступление будет таким продолжением выступления Ульяны Михайловны. И хотела бы поговорить о питании предков, пищи предков, которая являлась залогом их здоровья и активного долголетия. До 50-х годов XIX века и начала 20-х веков, до тех пор, как появилось земледелие, наши предки были охотниками, скотоводами, рыбаками и собирателями. Они ели пищу, приготовленную для них самой природой, настоящую природную и цельную еду. Наш народ на протяжении длительного исторического времени выработал свою оригинальную систему сбалансированного питания. Это белково-жировой тип питания. Именно к этой пище в течение 1000 лет приспосабливались наши гены. За этот 50-летний период в их хозяйственной жизни произошли очень крупные перемены. Был нарушен самый важный природный закон питания – закон пищевой базы. Земледелие стало одной из ведущих отраслей хозяйства, сократилось коневодство, рыболовство и промысел диких животных и птиц. Начало преобладать товарное потребление, вызвавшее усиленный избыт продуктов питания, мяса и масла. Наряду с этим полностью прекратилось производство кемыса, тара и других квашеных молочных продуктов, а также использование в пищу дикорастущих растений, ягод и корений. В очень большом количестве стали употребляться хлебные и мясные продукты, кирпичный хлеб, хлебное вино и табак. И все это не могло не оказать отрицательного влияния на состояние здоровья населения. Именно настоящая, природная, цельная еда была залогом здоровья и активного долголетия наших предков. Из молока домашних животных высокой жирности якуты делали более 20 видов различных продуктов, заготавливали большой объем растительной пищи. Это дикорастущие растения, коренья, луковицы, ягоды, древесную заболонь. Круглый год ели рыбу и рыбачили. Держали скот и зимой питались говядиной, кониной и субпродуктами. Собирали, значит, яйца диких уток и гусей. И вот в середине XIX века французский врач-психиатр Бенедикт Морель, он открыл очень суровый природный закон генетической дегенерации, который сейчас мы также называем законом поколенческой дегенерации, законом 3 поколений. По сути, это закон вырождения, болезненное уклонение от первоначального типа. Оно обладает способностью передаваться по наследству, все более и более увеличиваясь. Выявил главную причину вырождения рода – это отравление вследствие постоянного употребления алкоголя, табака, других наркотиков, питания недоброкачественной пищей, влияние органических ядов, которые дают вырождающееся потомство, которое, подвергаясь тем же влияниям, быстро мельчает и доходит до бесплодия, слабоумия. Смена пищевой базы, самоотравление непищевым продуктом, этиловым спиртом и табаком запустил закон вырождения нашего народа. Врач Попов в 1907 году, долго работавший среди якутов, по этому поводу пишет следующее. Мне удалось проследить некоторые якутские семьи до 4-го колена, и всегда констатировалось одно и то же – большой рост, крепость мышц и выносливость у стариков и малый рост, худоба, дряхлость мышечной системы, легкая утомляемость и склонность ко всякого рода болезням у молодых.
И чем индивид был ближе к нашему времени, тем он был слабее. Свою роль сыграла и алкоголизация населения, и табакокурение. К сожалению, мы сегодня уже наблюдаем следующее проявление вырождения. Это нарастание количества бесплодных пар, нарастание количества детей с аутизмом, маловесных детей с задержкой психоречевого развития, моторного развития, сахарный диабет и ожирение, рост аутоиммунных заболеваний и онкологических заболеваний, неврозы, психозы, панические атаки, стрессы и нарушение привычных ролей, маскулинизация женщин и феминизация мужчин. В общем-то, стоит угроза вообще, как сказать, разрушения института семьи. Что делать? Выход есть. Это пища предков, возврат к своим истокам. У сильных генов, имеющих преимущество перед остальными, больше шансов перейти по наследству к следующему поколению. Это гены, которые давали нашим предкам силу и здоровье в крайне суровых условиях, при каких они жили. Гены, которые вполне устраивала пища наших предков. Иначе говоря, наши гены приспособлены или созданы для той пищи, которую ели наши предки на протяжении тысяч лет. Сегодня мы знаем, что они ели, а что нет. Это, если мы говорим про современный стиль питания, это низкоуглеводный, высокожировой и безглютеновый рацион. Необходимо избегать новой синтетической еды, переработанного мяса, трансжиров, рафинированных продуктов, сахара, сладких фруктов, сухофруктов, фастфуда, сладких напитков и алкоголя. К сожалению, имеет место быть неадекватно сформированная культура питания населения Якутии за последние 100 лет. Это углеводный или западный тип питания, что повлекло к росту болезней цивилизации, того же диабета, ожирения, метаболического синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний, аутоиммунных. Просвещение населения в вопросах культуры питания, здорового питания в сторону возврата белково-жирового типа питания позволит сохранить здоровье и населения и будущих поколений. И в этом направлении, начиная с 2021 года, работает наш Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики. И предложение. Для возврата к истокам необходимо обеспечить население натуральными продуктами местного производства. Внедрение разработок научно-исследовательского института по производству продуктов специального назначения с добавлением дикорастущих трав, ягод Якутии и также выделенных местных штаммов. Спасибо за внимание. Спасибо, Анастасия Дмитриевна. Так, там 2 человека поднимали руку. Ну, давайте сначала вам. Вот. Вы представьте, кто для стенограммы. Стенограмма ведется. Да, Сидорова Оксана Гаврилевна, представляю Янцы КМП. Уважаемые коллеги, гости конференции, хочу вкратце рассказать о роли микроэлементов в нашей жизни. И хочу отметить важность условно скрытых медицинских проблем, расстройств психологического микроклимата в семье. И хочу остановиться на дисбалансе наиболее важных минералов и нутриентов, скрытых причинах, вызывающих некоторые современные заболевания. И с точки зрения микроэлементного состава каждого организма и каждой семьи, можно сказать так, переиначив слова Льва Николаевича Толстого, что все здоровые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья нездорова по-своему. Хочется отметить, что микроэлементы в организме человека теснейшим образом взаимосвязаны и широко распространены среди них как антагонизм, так и синергизм. И эти загадки все еще предстоит открыть нашим ученым. Ольга Викторовна Татаринова сказала об увеличении количества нейродегенеративных заболеваний. По данным ВОЗ, в 2030 году, это уже через 6 лет, их количество удвоится по всей России. И в 2050 году во всем мире количество НДЗ больных будет равно населению Российской Федерации – 150 миллионов. Поэтому Минздрав Российской Федерации готовит положение о том, что в каждом регионе были открыты клиники нейродегенеративных заболеваний. Это первое. Второе, что я хочу сказать, конкретно, точечно отметить, что остеопороз, да, это беда всех пожилого, то есть всех, кто переступил за 50 лет, и особенности женское население. Почему? Потому что отмечено, что антагонистом кальция, одного из важных микроэлементов, является фитиновая кислота, которая содержится в нашей любимой овсяной каше.
И также во множестве круп, это надо иметь в виду обязательно. Так, и недостаток марганца, вот сказала Анастасия Дмитриевна, что каждое поколение в описанном историческом документе, что оно все меньше и меньше ростом. Укорочение костной ткани и утолщение его вызывает недостаток марганца. Отдельно хочу отметить такого микроэлемента, как марганец. Отдельно хочу отметить и важность, роль гомоцистеина в нейродегенеративных заболеваниях. Гомоцистеин, он особенно наблюдается в последние десятилетия во всем мире, приводит к поражению сосудов. Он очень содружествен с холестерином, усиливает атеросклероз и снижает эффективность лечения постинсультных состояниях и создает проблемы в репродуктивной системе. Для восполнения макро- и микронутриентов с целью сохранения психологического здоровья семьи рекомендуется обязательно уделять пристальное внимание работе желудочно-кишечного тракта всем членам семьи, изменить образ жизни, образ питания и организовать таким образом жизнь и питание каждого члена семьи с учетом биохимических особенностей, предрасполагающих для излечения хронических заболеваний, исключить употребление психоактивных веществ, следить за показателями микроэлементов и заниматься спортом. И как высказался выдающийся российский академик Иван Петрович Павлов, он на закате своей жизни сказал такую фразу: «И как же это нужно не любить и не знать себя, чтобы довести такую совершенную систему, как человеческий организм, до заболевания». Спасибо. Спасибо. Спасибо, Оксана Георгиевна. Так, добрый, можно, да? У меня очередь. Добрый день. Слепцов. Мы сегодня много говорили о духовном здоровье, о необходимости. И говоря об этом, мы не можем не сказать о важности изучения с каждым человеком истории своего происхождения. Ведь и сознание эти способствует формированию подрастающего поколения, уважительного отношения к родителям, к старшим, к предкам, пробуждает интерес к истории родного края. Но для составления родословной нужно не только желание, но и много времени, терпения, наличие определенных знаний по истории, навыков работы с рукописными документами и информационно-поисковой системой. По этой причине зачастую для многих поиск необходимой информации в архивах оказывается непосильным делом. Проблема усугубляется однообразием имен и фамилий местных жителей, а также тем, что довольно часто в архивных источниках данные о людях указаны не полностью, а иногда неверно. Нередко бывает неразборчивым почерк или документ имеет повреждения. Отдельную и порой неразрешимую проблему иногда создает поиск по женской линии, если не найдена запись о браке. Таким образом, наскоком распутать клубок родословной невозможно, если даже дело касается относительно малонаселенных северных улусов. Исходя из этого, в качестве пилотного проекта нами была создана генеалогическая база жителей Аймяконского улуса, основанная на материалах церковного учета, данных единовременных учетов населения и других документах. Эти материалы не просто переписаны, но тщательно проанализированы и систематизированы. В ходе сопоставления данных из разных источников удалось восстановить большую часть пропусков, исправить ошибки и привести к единообразию написания имен и фамилий, что оптимизировало электронный поиск. В общем, благодаря такой переработке архивных материалов можно быстро и безошибочно воссоздать родословное древо любого человека, чьи предки некогда проживали на территории улуса с конца XVIII до начала XX веков. И на сегодняшний день данная база является первой и пока единственным источником, где содержится вся доступная генеалогическая информация, максимально охватывающая местную популяцию отдельно взятой административно-территориальной единицы России. Итогом всей этой работы стала монография, изданная в издательстве «Наука». И мы гордимся, что работа получила высокие оценки как ученых, так и рядовых аймяконцев, а также саха, проживающих ныне в Магаданской области, которые благодаря нашей книге смогли найти давно утерянных своих родственников в Якутии. Но поисковая работа на этом не закончилась. Мы сейчас увеличиваем географический охват базы, и создается дополнение по улусам, расположенным в долине Колымы. Ведь если представить общую родословную одного улуса в виде паутины,
то очевидно, что ее концы так или иначе будут пересекаться с другими улусами или даже регионами. Таким образом, если мы создадим такие генеалогические базы по каждому улусу, то в ближайшем будущем сможем создать с помощью нейросети уникальный генеалогический сервис для всего коренного населения Якутии. Собранная информация будет не только полезна для восстановления истории семьи, но и крайне заинтересует ученых самых разных специальностей, начиная от историков, генетиков, социологов, демографов и других специалистов. В медицинском плане информация, полученная из родословной, помогает установить точный диагноз в семье, назначить лечение и профилактику. Этот метод широко используется в практике врачей-генетиков для поиска и картирования новых генов наследственных заболеваний, а также для исследований по изучению генетико-демографической структуры популяций. Изучение истории рода особенно важно для представителей коренного населения, так как в регионе наблюдается высокая частота наследственных заболеваний. Мы не будем акцентировать внимание по этому вопросу, но понимание причин распространенности подобных заболеваний может быть основанием для проведения скрининга новорожденных и так далее. Поэтому не случайно в Якутии уже длительное время проводятся исследования отягощенности населения генетической патологией, в том числе в нашем научном центре. Вы, значит, еще раз повторяю, вы, пожалуйста, свой текст выступления дайте, мы обязательно включим. Я все отдали. Дело в том, что мы в 5 часов должны освободить Хорошо, все, последний у меня это самое. Поэтому вот последнему выступающему, кто у нас был последний? Вот тот товарищ поднимал руку. Добрый день, уважаемые коллеги. Закончим и на этом закончим. Конечно, мы все хотим выступить. С депутатом Государственной Думы не каждый день встречаемся. И все мы болеем за свое дело, за направление. Конечно, без здоровья ничего не будет. Ни образования, ни воспитания, ничего, ни семьи. И вот недавно блестящее послание нашего главнокомандующего, он так сказал: бросай пить, вставай на лыжи. Сначала сказал: бросай пить. Карл Георгиевич Башарин говорит: основа здорового образа жизни – это трезвость. Поэтому без трезвости здоровый образ жизни не помогает. Ну вот сегодня мы очень актуальную тему затронули – семья. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому, а родители пример ему. Много можно говорить. Пьют, не пьют, культурно пьют, некультурно пьют. Но только город Якутск сегодня за год пьет на 6,5 миллиардов рублей, не считая табака. А по формуле Искахову это надо умножить на 10. Что мы получаем? Мы развиваемся или деградируем? Вот о чем надо думать. А эти деньги должны были идти на развитие. Потом сегодня у нас вообще ситуация мировая очень опасная. Великая Россия 3 мировые войны выиграла, когда на душу населения было всего 1 литр алкоголя, а сегодня 18 литров в отдельных регионах и даже больше. О чем мы должны тогда думать? У нас 18 или по России 18? У нас 18 было, сейчас говорят 7, это официально, да, а нелегально сколько торговли. Вот я хотел и спросить вас. Значит, то, что касается воспитания в семье и нашего народа в целом, то есть формула наркотика. Первое поколение пьет умеренно, второе поколение пьет уверенно, третье спивается. Мы сейчас 3-е поколение, считаем 60-е, 70-е годы. Поэтому то, что вот наука говорит, в первую очередь трезвость должна начинаться с северных территорий, потому что алкоголь убивает в первую очередь северные территории, потому что холодно. И вот каждый год у нас дети идут в 1 класс, все трезвые, все не курящие, но статистика показывает, что к 11 классу 80 и более процентов уже имеют опыт употребления. Поэтому я вот ставлю предложение Федору Семеновичу, как депутату Государственной Думы, в школе должны быть уроки трезвости или культуры здоровья, как хотим, так назовем, но дети должны знать, где яд,
И вот, как говорил великий сын русского народа Федор Григорьевич Углов, пьянство держится на лжи, а трезвость на правде. Мы за правду, справедливой России. Так, и, Федот Семенович, Матвей Иванович, значит, мы вас уважаем как сегодня одного из самых главных идеологов. Значит, и все ваши предложения я принимаю. Вы мне дайте, пожалуйста, в письменном виде. Значит, ну, мне хотелось бы пьянкой закончить наш круглый стол. Да. Кто бы тут хотел? Да. Спасибо Анне большое. Николаевне, пожалуйста. Ага. Последний. Спасибо большое. Буквально я тоже вкратце. Спасибо за предоставленное слово, Федот Семенович, все участники. Конечно, каждый сегодня поднимает свои проблемы, но сегодня мы совсем ничего не сказали о школе, об образовании. Много говорили о здоровье, и, конечно, я не могла просто так, ну, как бы вот остаться без голоса, да. И действительно, я сегодня поднимаю одну из проблем, которая, собственно говоря, затрагивает педагогическое просвещение наших родителей. Именно педагогическую культуру. Вы знаете, в прошлом году прошел год педагога и наставника, и на самом деле наши основные проблемы, о которых мы говорили, да, это все-таки старение педагогических кадров и действительно о том, что некому будет учить скоро наших детей, да, потому что наши молодые выпускники также покидают школу. Одной из причин, прежде всего, является это конфликты с родителями. Это конфликты, и конфликты на самом деле, почему молодые педагоги не выдерживают и уходят, это потому что у родителей наших, даже у высокообразованных, на самом деле недостаточная педагогическая культура. Даже можно иметь 3 высших образования и иметь там какую-то степень ученую, да, но это не гарантирует того, что это будет именно правильная психолого-педагогическая культура. Я как раз-таки поднимала вопрос в каком аспекте, да, что именно затронуть вопрос обучения наших детей. Да, действительно, сегодня говорили и про как раз-таки про репродуктивное здоровье, да, действительно, про отношение к пожилым людям, да, и про многополенные традиции, и про здоровье, и про пьянство. Все это можно затронуть же в образовании. Это все касается как раз-таки нравственности, именно нравственного воспитания наших детей, потому что оно на все на этом циклится. И действительно, для того, чтобы, мне кажется, для того, чтобы лечить наше общество, нам сначала надо поставить диагноз, да, правильно? Поэтому на самом деле сегодня очень остро стоит вопрос психолого-педагогических исследований. У нас недостаточно их. Вот вы сказали, мало сегодня грантов семьям предоставляется на изучение, а на психолого-педагогическое, на когнитивное развитие наших детей гранты вообще есть? Вообще же ничего нет, 0. То есть, получается, мы хотим при этом, мы все время на школу говорим, нету методик, и плохо, все хорошо преподают. Учителя наши, так хорошо мы их готовим, но они потом приходят и не выдерживают, потому что, сейчас скажу, какие проблемы сегодня наши дети, буквально вкратце, да, это у нас сегодня очень много детей с УВЗ, в классах сидят, они очень много внимания отнимают у наших учителей. Ну, в каком плане отнимают? Они должны быть, но вы знаете, когда 4-5 детей в классе, учитель обращает очень много внимания на этих детей. И наши нормотипичные дети, они, конечно, в какой-то мере от этого проигрывают. Поэтому здесь тоже должна быть какая-то определенная работа. И очень много стало, кстати, детей инофонов. То есть это дети-мигранты. И на самом деле это дети, которые сидят в классе по 4-5 человек, которые вообще не владеют русским языком. Вот для них должна быть какой-то, мне кажется, уже наши учителя очень много об этом говорят, жалуются. И действительно на уровне, наверное, уже есть же площадка, где мы можем быть услышаны. У вас это записано, правильно? Механизм, механизм приема этих детей, да, опять-таки. И действительно, я так думаю, что, наверное, можно было бы даже в этом году ставить вопрос об открытии научно-исследовательского института семьи и детства, либо центра, да, именно где, в первый пункт в резолюции, да, я прочитала, что научно-исследовательский институт, но для разработки социально-демографических, а где психология, педагогика, психолого-педагогические исследования. У нас, как память, сейчас говорили про гаджеты, а как они влияют. У нас последнее исследование было Давида Иосифовича Фельдштейна, на которое мы опираемся, которое масштабное было. Это было в Лохматом 2009 году. Да, совершенно верно. Это сейчас уже 12-15 лет прошло, сейчас дети вообще поколение выросло. А мы сидим со старыми возрастными учебниками. Поэтому сейчас очень много, действительно острая потребность. Грантовую мы готовы работать, и готовы работать школы сейчас, очень сильно нуждаются в научной поддержке.
Вот как раз-таки об этом... Спасибо, да. спасибо, Ага. Анна Николаевна. Ага. Значит, дорогие друзья, я еще раз вас всех благодарю. Значит, и приношу глубочайшие извинения тем, кому не удалось выступить или как бы, ну, очень кратко выступили. Мы очень прошу, чтобы вы дали свои тексты, мы обязательно его опубликуем. Еще раз очень вас благодарю за активное участие в нашем круглом столе. Ну вот у меня модератор Мария Михайловна упрекает, тут я модератор, но ничего не сказала. Поэтому заключительное слово разрешите представить Марии Михайловне Прокопьевой. Как модератору, но не как докладчик. Ну ладно, значит, действительно, мы от имени организаторов выражаем большую благодарность всем тем заинтересованным коллегам, которые сегодня выступили и, значит, рассказали о своих делах, концепции работы и так далее, и затронули очень актуальные проблемы. И я считаю, что у нас состоялся сегодня конструктивный деловой разговор единомышленников. И, конечно же, мы должны консолидироваться, поскольку каждый делает свое дело. Кто-то учит детей, кто-то лечит, а кто-то еще что-то делает. То есть, но мы едины во мнении, что мы должны быть консолидированы. И, конечно же, действительно, здесь большинство представителей науки, и они единогласно поддержали создание центра научно-исследовательского, потому что во всех крупных городах и во всех университетах федеральных они имеются центры исследования семьи и детства. У нас раньше был комитет по делам семьи и детства. Ну, сейчас функции выполняет Минтруд, но действительно наука должна идти вперед, потому что 21 век и актуальность исследований семьи возрастает тем, что сегодня очень сложная геополитическая ситуация. Вот вернуться на войну мы выиграем, конечно, а потом вернутся наши раненые, понимаете, травмированные, их семьи, которые здесь остались. И действительно, знания в области психологии семьи очень нужны и важны. Это для всех однозначно. И, конечно, я извиняюсь перед Вороновой Заяной Петровной, здесь, значит, представитель приемных семей. Заяна Петровна, покажите, руки поднимите. Значит, это человек, воспитывающий более 10 детей, значит, сама сочетает свою деятельность с учебой в магистратуре по практической психологии. Как раз-таки к нам приходят такие люди, которые хотят знать больше, изучать и так далее, потому что никто не рождается готовым родителем. Правильно? Этому мы все учимся. Значит, есть и хорошие практические рекомендации, есть и наука, и так далее, и опыт, и с годами это все приходит и прочее. Но важно одно, что, например, в образовательных учреждениях предмет семьеведения никому бы не помешал. Сейчас очень многие не создают семьи. Вот, пожалуйста, не поленитесь, зайдите в ЗАГС, и вы увидите в коридорах полный коридор людей, которые подали на развод. Вот что важно. И поэтому по каким причинам, это другой разговор. Конечно, Минтруд, значит, Министерство, государственная семейная политика все делает для поддержки, но это материальная сторона. Ну, как говорится, деньги деньгами, а составляющая именно психологическая, комфортная, конфликтность и всякие прочие дела еще никого не скрепляли. Поэтому, значит, актуализируется знание по психологии семьи, это раз. Ну, для того, чтобы, как мы с вами говорим, культура, значит, личности, культура, значит, семьи, ну, как раз-таки и станет основой благоприятной, здоровой, счастливой семьи. И давайте мы все будем консолидироваться и работать в этом направлении. Желаю успехов. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо всем вам. Я вам всем раздал свои визитки, там электронный адрес и телефоны есть. Пожалуйста, какие мысли, какие предложения пишите. Я считаю, что мы только встретились по этой теме и только начинаем работать. Спасибо, всем удачи, еще с наступающим праздником, милые наши женщины. Спасибо. Ой, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Айталину Афанасьевну, она здесь, да? Благодаря которой я имею 2 сыновей. Спасибо.
Коллективное фото, пожалуйста, все сюда. Может, на крыльцо выйдем? Да, на крылечке же лучше.